провести эти замечательные соревнования завоевали спортсмены команды Чеченской Республики, которые на Кавказских играх, так раньше называлось этот форум. И вот наши парни победили в Пятигорске в прошлом году, заняли первое место. И вот кроме наград, кроме кубков, кроме почестей, получили вот это почетное право провести фестиваль культуры и спорта народов Кавказа здесь, в Грозном. Вот вы видите полную картинку того, что творится на отреставрированном стадионе имени Султана Билимханова. Ну и что касается зрителей, здесь, разумеется, не только грозненские жители города Грозного, но и наши гости из Кабардино-Балкарии, из Дагестана, из Республики Алания, из Ставропольского края, из Ингушетии, из Карачаева-Черкесии. Ну, вот так вот я вам перечислил все 7 команд, которые будут сегодня участвовать в соревнованиях. Ждем мы с нетерпением начала этого форума. Разумеется, начнем мы с торжественного открытия. И вот как только у нас зазвучит здесь торжественная музыка, она уже зазвучала, ваш комментатор немножко уйдет из эфира, а вы будете смотреть торжественное открытие фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Грозный 2014. Богами воспетый, богами любимый, богами рожденный Кавказ. Под небом кавказским, родным, исполинным, народы твои в 5-й раз собрались вместе, чтоб делом и словом, и песней, и танцем о дружбе сказать, чтоб ловкие, смелые снова и снова рекордами край свой могли прославлять.
Чеченские девушки всех угощают прохладной водой вековых ледников. А юноши души свои открывают, в которых и сила, и доблесть веков. Чечня нас встречает, пройдя сквозь столетия по векам судьбы без упрека и страха, улыбкой страны 21 века. Спасибо вам, братья и сестры Вайнаха!
Любовь все может победить. Не ведая, не зная страха, жила, живет и будет жить под небом мирного Войнаха. Велик Кавказ, цветущий край, России южная краса. На мир с достоинством взирай, главой поднявшись в небеса. Здесь радость озаряет лица, в биении ритмов огневых Кавказских славных игр столица гостей встречает дорогих. Внимание! На стадионе появляются участники фестиваля, представители 7 братских республик Кавказа. Приветствуем представители республики Дагестан, представители республики Ингушетия, наши аплодисменты представителям республики
Кабардино-Балкария. Представители Республики Карачаево-Черкесия. Представители Республики Северная Осетия-Алания. Приветствуем представителей Ставропольского края. Наши аплодисменты как знак благодарности за гостеприимство хозяйка фестиваля культуры и спорта народов Кавказа нынешнего года, представители Чеченской Республики. Флаг Кавказских игр. 7 легенд святых. Флаг Кавказских игр. 7 сестер родных. Флаг Кавказских игр. Благородство, честь. Флаг Кавказских игр. Доброты и честь. Флаг Кавказских игр. Песня, танец, смех. Флаг Кавказских игр. Старт, рекорд, успех. Флаг Кавказских игр. Вольная река. Флаг Кавказских игр. Дружба на века. Флаг фестиваля культуры и спорта народов Кавказа несут заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе 2008 года, чемпион и серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы, 4-кратный чемпион России Исламбека Альбиев, мастер спорта международного класса, чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по кудо, обладатель Кубка мира по кудо Адам Халиев, победитель первенства Европы, 2-кратный чемпион России по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата России Мухаммад Хибалов, победитель первенства Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2014 года, чемпион России 2014 года Адам Малигов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе, чемпион и серебряный призер чемпионатов России Авсор Балтукаев, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо, чемпион России, чемпион Европы среди молодежи 2010 года, обладатель Кубка мира Атлан Бисултанов, знамена спортсмены, спортсмены знамена, взлеты, падения, сомнения, успех. Знайте и помните определенно, это дорога в спорте для всех. Знамена спортсмены, спортсмены, знамена, лучшими первыми все быть готовы. Побед вам во имя Кавказа родного. Кавказские игры. Вам слово! Вам слово! Друзья, давайте все вместе
Поприветствуем спортивные делегации республик-участниц фестиваля культуры и спорта народов Кавказа! Внимание! Для торжественной церемонии открытия фестиваля культуры и спорта народов Кавказа приглашаются глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Сергей Алимович Меликов, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Владимирович Кузнецов, заместитель министра спорта Российской Федерации Юрий Дмитриевич Нагорных, приветственным словом к нам обращается Рамзан Ахматович Кадыров. Ассаламу алейкум! Я сердечно приветствую участников и гостей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Мы рады, что в Грозном проходит такой представительный форум. Фестиваль служит делу укрепления дружбы и согласия между народами нашей страны. Это очень актуально для России. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, подчеркивал, что прославлять свой народ нужно достижением культуры, образования, спорта. Национальные спортивные игры, песни и танцы, традиции и обычаи являются частью культуры любого народа. На Северном Кавказе проживают десятки разных народов, у которых много общего. Кавказ высоко ценит мужество, смелость, благородство, и народные традиции помогают воспитывать эти качества. Желаю участникам фестиваля здоровья, счастья и больших успехов в праведных делах, направленных на благо нашего Отечества России. Аллаху Акбар. С приветственным словом выступает Лев Владимирович Кузнецов. Уважаемые участники и гости фестиваля, в этом году проходят 5-е Кавказские игры. По кавказским меркам это очень маленький срок, но за этот короткий период игры смогли показать свою значимость с точки зрения демонстрации силы, культурного и физического богатства людей, проживающих в Северокавказском федеральном округе. Через национальные виды спорта этот фестиваль объединяет многонациональные народы, проживающие на Кавказе. Этот фестиваль – уникальная площадка для молодых спортсменов и деятелей культуры, которые, я уверен, будут прославлять и свои республики, и Северокавказский федеральный округ, и нашу Россию на международной арене. Будут прославлять и демонстрировать силу нашего государства, единство нашей России, и будут показывать наше духовное и спортивное богатство. Я желаю фестивалю дальше идти уверенно и демонстрировать все лучшие стороны нашего государства и каждого индивидуально. Успехов спортсменам, удачи деятелям культуры, ну а нам, болельщикам, хорошего, интересного зрелища. С праздником, дорогие друзья! Участников и гостей фестиваля приветствует Юрий Дмитриевич Нагорных. Добрый день, дорогие друзья! За 5 лет наш фестиваль
стал не только самым крупным спортивным событием на Северном Кавказе, не только самым крупным культурным событием, но самое главное, что наш фестиваль стал дружественным, что здесь могут встречаться представители всех республик Ставропольского края и вместе соревноваться, вместе наслаждаться достижениями национальной культуры, вместе отдыхать, дружить. Кавказ всегда был оплотом российского спорта. На Кавказе родились, выросли и делали первые шаги многие олимпийские чемпионы. Я уверен, что и победители нашего нынешнего фестиваля «Кавказские игры» также с честью будут защищать цвета сборной команды России на самых крупных международных соревнованиях. От всей души желаю всем участникам фестиваля успехов, всем зрителям здоровья, благополучия и процветания всем республикам Северного Кавказа. Конечно же, победит сильнейший, но я уверен, радость от участия в сегодняшних соревнованиях получат все. Открытие фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. С приветственным словом выступает Сергей Алимович Меликов. Дорогие друзья, организаторы, участники и гости, сегодня нас всех вместе собрал замечательный праздник спорта, культуры, мира и добрососедства. Фестиваль, проходящий в нынешнем году уже в 5-й раз сам по себе, успел стать одним из самых ярких событий общеокружного кавказского масштаба, а значит и мощным объединяющим фактором, делающим всех нас, жителей Кавказа, ближе друг к другу. Символичным является то, что фестиваль проходит сегодня, в этом году, юбилейный фестиваль именно здесь, в Чеченской Республике. Мы все помним, что еще недавно можно было лишь надеяться и верить в то, что на Грозненском стадионе однажды будут организовываться подобные по своему масштабу празднества. Но мужество, самоотверженный труд очень многих людей сделали сегодняшний день возможным. Отмечая всех, кто приложил свои силы к выходу Чеченской Республики на мирный путь развития, мы вспоминаем и тех, кто отдал за это свою жизнь. В первую очередь я говорю об Ахмад-Хаджи Кадырове, герое России, подлинном патриоте нашей Родины. Он заложил основы сегодняшней стабильности, сделал единым чеченский народ. Это в очередной раз показал День гражданского согласия и единения, который вчера встречала республика. Именно такой деятельный, созидательный патриотизм необходим сегодня нашей стране. Мы видим, как сплотились жители многонациональной России в последние месяцы, как изменила всех нас и заставила поверить в себя и в свою страну Крымская весна. И я искренне надеюсь, что сегодняшний фестиваль своим патриотическим настроением послужит дальнейшему укреплению нашего национального единства. Вот почему сегодня, сейчас, открывая этот праздник спорта, я хочу пожелать не только честной борьбы, не только успеха сильнейшим. Наиболее важно, чтобы главным победителем стало наше общее чувство любви к Родине. Пусть сегодня победит наша вера в будущее России, великой мировой державы и гостеприимного дома для всех живущих в ней народов. Объявляю фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, 5-е Кавказские игры открытыми.
фестиваля «Кавказские игры» поднять! Знамена спортсменов, спортсмены знамена, юность Кавказа, новое слово. Во имя победы к схваткам спортивным будьте готовы! Будьте готовы! Мы благодарим официальные лица за участие в церемонии открытия и приглашаем занять почетные места. По спортивной традиции звучит клятва спортсменов и клятва судей. От имени спортсменов, от имени тех, кому предстоит нелегкая спортивная борьба, тех, кто с честью и достоинством должен пройти через все испытания во имя новых рекордов, во имя победы сильнейших, клятву произносит чемпион России, трехкратный серебряный призер чемпионата России, чемпион Кубка России Чингис Магушков. От имени судей, от имени тех, кому предназначено своим профессионализмом и неподкупностью служить торжеству спортивной справедливости и честности, клятву произносит главный судья соревнований фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Бувайсар Сайтиев. Звучит клятва от имени спортсменов. Я от имени всех молодых спортсменов обещаю, что мы будем участвовать на Кавказских играх, уважать и соблюдать все правила, которые они соблюдались. Во имя спорта, во имя права России, за команды. Звучит клятва от имени судей. От имени всех судей я обещаю, что мы будем выполнять свои обязанности во время проведения фестиваля Кавказских игр со всей беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым проводятся соревнования в подлинно спортивном духе. Приглашаем представителей спортсменов и представителя судей занять почетные места в зале. Аплодисменты. Ты, Кавказ, наш дом, ты наша песня, вера и надежда и любовь. Нет тебя роднее, краше нету. Правду всю сказать не хватит слов. О, Кавказ, ты сила, вдохновение всех твоих народов, соль и суть.
Ты всегда с Россией неизменно в свое завтра держишь верный путь. Кавказские игры — радость друзей. Искренним счастьем праздник расцвечен, открытой душой, теплотою своей. Запомнятся нам эти добрые встречи. Дорогие друзья, давайте еще раз поприветствуем участников фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Творческую часть нашей церемонии открытия фестиваля начинают представители Дагестана. Наш гордый Дагестан, ты словно из Каспийских волн предстал, ты закружился в танце горделивым, взлетел орлом, свободным и красивым, дом тысячи народов, наш Дагестан. Друзья, давайте поприветствуем представителей Республики Дагестан. На сцене представители Республики Ингушетия. Музыка гор исполинских слышна, нежности, доблести, чести полна. Играм Кавказа приветствие шлет гордый, красивый ингушский народ.
Наши аплодисменты как пожелание успеха на фестивале представителям Республики Ингушетия. Парад творческих коллективов продолжают представители Республики Кабардино-Балкария. Кабардинцы, балкарцы неразлучны всегда, словно месяц и звезды, словно хлеб и вода, словно песня и доблестный радостный труд. Несравненные пары, кабардинцы, балкарцы, с нами вместе на празднике тут. Рады приветствовать представителей Республики Кабардино-Балкарии. Аплодисменты артистам. На сцене представители Республики Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия идет, Карачаево-Черкесия поет, Карачаево-Черкесия танцует и ликует, и привет от всех своих народов шлет. Благодарим артистов, представителей Республики Карачаево-Черкесия. Желаем успеха на нашем фестивале. На сцену выходят представители Республики Северная Осетия-Алания. Осетия, Аланов добрый край, прислала лучших сыновей и дочерей. Чечня аплодисментами встречает достойнейших людей и дорогих гостей.
удачи на нашем фестивале представителям Республики Северная Осетия-Алания. На сцене представители Ставропольского края. Солнечным светом залита раздолье. Это земля красоты неземной, и плодородием своим Ставрополье делится щедро со всею страной. Творческие коллективы Ставропольского края. Мы еще раз благодарим за радушие, за тепло гостеприимных хозяев, встречая замечательные творческие коллективы Чеченской Республики. Земля Чечни, леса и горы, ты научила свой народ глядеть на мир открытым взором, бесстрашно двигаясь вперед. Вы сегодня здесь сестры и братья твои. Счастлив будет пусть каждый твой дом. Дорогая Чечня, грозный город мечты, фестивалю открыл ты объятия свои.
Огонь Кавказских игр, огонь надежды, огонь людских свершений и дерзаний. Зовет он нас, как прежде, к открытиям, победам и познаниям. Огонь Кавказских игр. Пусть знает каждый, не обжигает, а дарует свет. Здесь, на Кавказе, вспыхнувший однажды, в сердцах светить он будет сотни лет. Огонь фестиваля культуры и спорта народов Кавказа приветствуют народы Кавказа! Аплодисменты, друзья! Почетное право зажечь огонь Кавказских игр предоставлено заслуженному мастеру спорта, чемпиону Олимпийских игр по вольной борьбе 2008 года, трехкратному чемпиону Европы, четырехкратному чемпиону России Джамалу Атарсултанову, вместе с ним право зажечь огонь фестиваля предоставлено воспитанникам дзюдо-клуба «Эдельвейс» имени Турпал Али Кадырова. Это будущие олимпийские чемпионы Ахмад Кадыров, Али Кадыров, Адам Кадыров. Кавказские игры огонь в наших душах зажгли, воспламенили надеждой сердца и умы. Здесь каждый горд и силен, и свободен, но мы все братья, все дети единой кавказской земли. Кавказские игры, священное пламя традиций народа, культуры и спорта. Кавказские игры, единство стремлений, как мудрость веков, наш братский огонь, пусть он не погаснет. Пламя надежды вспыхнет в сердце.
расчете, прыгучесть и ловкость, и скорость и цонкость. И раз на Кавказе вы гордо живете, зажжем, друзья, наш братский огонь, пусть он не погаснет. Пламя надежды вспыхнет в сердце, и тогда мы будем вместе всегда. Нас, как и прежде, дружбой братской навсегда соединили на века Кавказские игры. Кавказские игры, вершин олимпийский, подножие земное, и нет нам покоя. Здесь вновь разгорится огонь нашей дружбы, Когда в старине обычаем дань Кавказские игры. Пламя надежды вспыхнет в сердце, и тогда мы будем вместе всегда. Нас, как и прежде, дружбой братской навсегда соединили на века Кавказские игры. Пламя надежды вспыхнет в сердце, и тогда мы будем вместе всегда. Нас, как и прежде, дружбой братской навсегда соединили на века Кавказские игры. Соединили на века Кавказские игры. огонь фестиваля культуры и спорта народов Кавказа зажжен. Праздник мира, спорта и культуры пришел на чеченскую землю. Что ж, друзья, давайте пожелаем спортсменам высоких результатов и красивых побед в сегодняшних состязаниях. Добрых песен, зажигательных танцев лучшим артистам Кавказа. С праздником! Добрый путь! Фестиваль!
гости города Грозный. Через несколько минут на арене стадиона имени Султана Белимханова начнутся соревнования спортивной программы 5-го юбилейного фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Сегодня мы увидим захватывающие соревнования по борьбе на поясах, армспорту, перетягиванию каната, мини-футболу, прыжковому двоеборью, лазанию по канату, передвижению на ходулях, переносу тяжести на дистанцию, силовому троеборью, поднятию тяжестей, легкой атлетике, стрельбе из лука и силовому троеборью. Давайте еще раз пожелаем атлетам показать свои лучшие качества, порадовать нас с вами новыми рекордами. В добрый путь, дорогие друзья! Уважаемые зрители, уважаемые гости, уважаемые участники соревнований! Сегодня, 7 сентября, исполнилось 3 года с того дня, когда в аэропорту Туношна, что под Ярославлем, случилась страшная трагедия. Авиакатастрофой закончился взлет самолета с хоккейной командой «Локомотив Ярославль». В одно мгновение страна потеряла своих кумиров, популярных хоккеистов и не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Эта трагедия не оставила никого равнодушным. Дорогие друзья, мы просим почтить память погибших минутой молчания. Спасибо. Дорогие друзья, перед тем, как начнутся спортивные состязания, я с огромным удовольствием представляю вам Адамна Абдрахмановича Кидлярова, заслуженного тренера Чеченской Республики по тяжелой атлетике, мастера спорта Советского Союза по тяжелой атлетике, участника и призера всероссийских состязаний по силовому экстриму, тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике города Урус-Мартан, который на ваших глазах попробует установить рекорд Северного Кавказа по поднятию гири весом 95 килограмм, символизирующий регион 95 Чеченской Республики. Давайте поддержим Адама всем стадионом. Дорогие друзья, Адам Абдрахманович родился 5 сентября 1966 года. Мастер спорта по тяжелой атлетике, мастер спорта России по пауэрлифтингу, заслуженный тренер Чеченской Республики. У него высшее педагогическое образование. Серебряный призер чемпионата России Дальневосточного федерального округа 2007 года по пауэрлифтингу в городе Хабаровск. Победитель открытого чемпионата Дальнего Востока в городе Нерюнгри, Республика Саха-Якутия. Участник и призер всероссийских соревнований по силовому троеборью установил рекорд, подняв одной рукой гирю 92 килограмма. Будучи капитаном команды, занял 2-е место по переносу тяжести на первых Кавказских играх в Карачаево-Черкесской Республике. Браво, Адам! Ты настоящий силач! Это настоящее чудо. Ты показал, что у человека поистине безграничные возможности. Адам Китляев, Чеченская Республика.
Дорогие друзья, план проведения спортивной программы. В футбольных полях Академии футбола начались матчи по мини-футболу. На территории стадиона начинаются соревнования по следующим видам спорта. Армрестлинг на правом помосте, борьба на поясах на левом помосте, прыжковое двоеборье на левом секторе, силовое троеборье на правом секторе, подъем тяжестей на правом секторе, начало ориентировочно в 13 часов, лаз по канату в левом секторе, начало примерно в 13 часов. На лукодроме в 14 часов начало соревнований по стрельбе из лука. На нашем стадионе пройдет финальный матч по мини-футболу ориентировочно в 16 часов. В 16:50 передвижение на ходулях, 17:05 перенос тяжестей, 17:20 эстафета, а в 17:40 заключительный вид перетягивания каната. Дорогие друзья, представителей судейского корпуса по видам спорта, мы просим срочно подойти в секретариат соревнований. Повторяю, представителей судейского корпуса по видам спорта, мы просим срочно подойти в секретариат соревнований. Ну что, дорогие друзья, вы увидели великолепную культурную программу вот этого фестиваля культуры и спорта. Ну и, в общем-то, спортивная составляющая, спортивная часть этого фестиваля началась ударно. С мирового рекорда Адам Китляев одной рукой толкнул гирю с символическим весом в 95 килограммов. Ну, это 95 регион, а рядом со мной здесь в комментаторской кабине Хайдар Алханов, советник президента Чеченской Республики, человек, который знает все действительно о чеченском спорте. Хайдар Милялович, вы скажите, вот в начале 2000-х годов можно было предположить, что вот здесь, в Грозном, вот на этом стадионе пройдет вот такой грандиозный праздник? Чеченской Республики судья первой категории Аржана Алиевна Магомадова. Дорогие друзья, с судьями, с главными судьями по видам спорта я познакомлю вас в ходе соревнований. Мечтали об этом и надеялись, и верили в то, что наша республика будет вот так процветать, достойно проводить такие фестивали, такие большие спортивные праздники. И я очень рад, что мне, как одному из первых членов его команды, предоставилась возможность увидеть все это своими глазами, воочию. Вы знаете, наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров говорил всегда, мы должны показывать свои силы, свои таланты не на полях сражений, а на спортивных аренах, на спортивных площадках. Вот благодаря этому девизу, благодаря тому, что он придавал самое приоритетное значение культуре, спорту, образованию, сегодня мы имеем возможность принимать у себя гостей со всего Северного Кавказа, да можно сказать, со всей России. Здесь очень много почетных гостей, чемпионов мира, Олимпийских игр. Конечно, нам это все досталось
пришлось заплатить дорогую цену. Тысячи наших лучших сыновей отдали жизнь для того, чтобы наша республика сегодня вот так процветала и вот так дружно в одной семье жила со всеми народами, заселяющими Северный Кавказ и Россию. И самое главное, отдал свою жизнь за нашу свободу, за наше процветание, за наше благополучие наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Это очень большая потеря для нашего народа. Он был лидером национальным нашего народа и большим выдающимся политиком во всей России, как вы знаете, и даже за пределами России. Но сегодня его дело продолжает Рамзан Ахматович Кадыров, его сын, тоже национальный лидер, тоже герой России. И хорошо, что ни один человек, который был с первого дня в команде Кадырова, не отстранился от своих дел. Я даже, не будучи сегодня министром, очень переживаю за наших спортсменов, за наших работников культуры. И вместе с ним разделяю все хорошее, что здесь, и радость, и горе поражения, если оно будет. Хотя я надеюсь очень, что мы сегодня достойно Не хотелось выступим. бы, Хайдар Минералович. Да. Но в любом случае спорт есть спорт. Я рад, что республика сегодня имеет возможность вот так красиво, так здорово провести вот такое мероприятие. Это самое большое мероприятие, наверное, которое мы в последнее время проводили в нашей республике. Спасибо всем организаторам. Особенно хочу поблагодарить нашего главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который создает все условия для того, чтобы мы имели возможность вот так достойно представлять наш народ, нашу республику перед всей Россией, перед всем миром. Хайдар Минералович, вот скажите, пожалуйста, вот где-то вот сказали, что, мол, главное не победа, главное участие. Но вы же сами понимаете, не биться за победу у себя на родном стадионе, в родной республике, в столице, в Грозном, это же не для чеченцев. То есть, в общем, будет борьба за победу. Вы совершенно правильно сказали, это не для чеченцев. Да, есть такой олимпийский девиз. Главное не побеждать, а участвовать. Но наш девиз, вы, наверное, когда едете на стадион Ахмат-арену, там висит большой плакат, баннер, где написано: главное не участвовать, а главное побеждать. Поэтому мы, конечно, придерживаемся этому девизу, и тем более, вы знаете, девиз нашего национального лидера Рамзана Ахматовича: лучше смерть, чем быть вторым. Это говорит о многом. Ну, судя по всему, соперники это тоже кавказцы, да, с таким же темпераментом и с таким же стремлением к победе. То есть вот здесь вот баталии будут не шуточные, да? Ну, естественно, все очень тщательно готовились. И могу вам сказать, даже многие команды не только со силами своих, скажем, доморощенных спортсменов выступают, а многие пригласили в свои команды из разных регионов лучших спортсменов разных видов спорта, чтобы выиграть этот фестиваль, эти соревнования. Тем более, вы знаете, хороший призовой фонд здесь, 100 миллионов получает команда, которая То есть выигрывает. есть за что биться? Конечно, есть. Мы и в прошлом году выиграли эти соревнования. И надеюсь, что в этом году тоже. Ну, в прошлом году была такая драматичная борьба с представителями Дагестана. Там буквально уже в последнем виде спорта перетягивания каната, что называется, перетащили победу на свою сторону чеченские спортсмены. И вот министр физкультуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов вот собрал всю свою команду и сказал: вот если не выиграем в Грозном Кавказские игры 5-е, то, ну, в общем, пообещал веселую жизнь всем. Вот, я надеюсь, что точно так же сказали своим командам и другие руководители своих команд. Поэтому здесь главное, кто лучше подготовлен, кто более профессионально подходил к своим видам спорта. И те, я думаю, выиграют. Я хочу пожелать сегодня победу именно сильнейшим, а не тем, кто там какие-то, если вы видели, клятву давали, что все честные борьбе, пусть выиграет тот, кто сильнее всего. Понимаете, вот Бувайсар Саркиев, главный судья соревнований, я думаю, что у него как бы вот эти вот всякие вещи вряд ли возможно, потому что он по натуре человек искренний, кристально честный. Естественно, я надеюсь, что судьи будут очень объективны, тем более вы должны понимать, что один Бувайсар не сможет во всех видах контролировать все это, в каждом виде есть свои судьи. Хотя я вам скажу, что на прошлых играх очень было много
разных предвзятых отношений. Если хотите, могу даже пример привести, как раз по перетягиванию канату. Наших поставили на скользкое место, вы же знаете, что менять надо позиции. И когда перетянули наших, вышли на ту сторону, наши выиграли. Опять пришлось встать на то же скользкое место, и второй раз опять нас, как на коньках, перетянули. Когда мы это узнали, мы подняли большой шум. И как раз команда Дагестана, о которой вы только что говорили, узнав об этом, мы им подсказали, что вот мы первым попались на этом. Но там очень большие споры были, перевели в другое место. И Дагестан, которых мы обыграли, обыграл как раз тех кабардинцев, которые нас обыграли. Но это было нечестно, хотя не хочу сегодня клеветать никого. Вот такие вещи бывают, к сожалению. И плюс хочу еще сказать, что я 2 года назад, когда еще был министром, очень сильно и очень жестко отстаивал наши позиции. И где-то 7-8 видов отменил просто за своей настойчивости те виды, которые как раз не подходят к Кавказским играм. Здесь же олимпийские виды не должны участвовать, тем более профессиональные спортсмены. А вы знаете, у нас женских видов очень слабые выступления. Женщин нет ни в эстафете, ни в легкой атлетике, ни в теннисе, ни в шахматах. И за счет этого мы не могли никак выиграть. Или нам надо было приглашать со стороны спортсменов, чего я никогда не хотел делать. И мы всегда выступали чисто своими спортсменами. Эти 7-8 видов уже убраны. Я думаю, что те виды, которые сегодня есть, они приемлемы для всех одинаково. И надеюсь, что наша команда выиграет. Но смотрите, уже там в армспорте первая пара уже расположилась как бы за соревновательным столом. И вот скажите, Хайдар Минералович, в прошлом году Азамат Абхалов выиграл эти соревнования в армспорте. Но вот первое место было у чеченской команды. Возможно ли повторение вот в этом году? Или... Все возможно. Вы же знаете, в спорте не обязательно, если в прошлом году выиграл, выиграть и в следующем году. Ну да. Потому что соперник изучает, соперник ищет еще лучших представителей в этом виде спорта, чтобы обыграть чемпиона. Отстоять тяжелее, чем выиграть его. Потому что все настраиваться будут именно против него. Но надеюсь, что он все-таки сохранил свои те же силы и те же возможности, что он выиграет опять. Ну вот и еще один вид спорта, это вот силовое троеборье. А вот когда камень бросают 3 вот таких бросковых упражнения, да, вот это действительно вот вид спорта, разумеется, не олимпийский, но действительно вот можно ли считать его вот таким национальным? Ну, естественно, я насколько помню, еще в молодые годы, и слышал от своих старших людей, которые проживали рядом со мной, что всегда наши люди пробовали силы, то камень бросали, то толкали что-то, то или поднимали что-то. Вот эти виды просто немножко сегодня отшлифовали, можно сказать, и привлекли именно вот этот вид к Кавказским играм. Это было всегда приемлемо, присуще нашим народам. Ну вот я так думаю, что действительно вот виды спорта, они такие вот прикладные, да, пожалуйста, ну, вот да. Чисто вот мужской, да, вот да. Борьба на руках, вот камень бросаем, там длину прыгаем, ну и борьба на поясах, это вообще один из самых древнейших видов борьбы. Да, ну в этом виде мы всегда успешно выступали, я надеюсь, что сегодня тоже мы здесь должны выиграть именно в борьбе на поясах. Хайдар Минералович, большое вам спасибо, что согласились здесь вот посидеть в нашей комментаторской кабине. Спасибо. Успехов вам, удачи. Спасибо. До новых встреч. Ну что, еще раз спасибо Хайдару Алханову за то, что он мне составил компанию в комментаторской кабине. Ваш комментатор сегодня, в общем-то, может установить личный рекорд по пребыванию в прямом эфире, если мы будем показывать все состязания, а мы очень хотим это сделать, показать вам все буквально от первого там броска, от первой борьбы у армрестлеров, от первого выхода на ковер тех, кто борется на поясах, от первого прыжка, я не знаю, вот от и до. И вот я смотрю, что у нас уже бросают вот этот самый 12-килограммовый камень. И вот давайте сосредоточимся пока вот на этом виде спорта. Это называется силовое троеборье.
Ну вот чуть-чуть попозже мы, наверное, поговорим об этом виде спорта. Я имею в виду силовое троеборье, потому что режиссер нашей трансляции Магомед Чекуев все-таки решил перевести ваше внимание вот на этот вид спорта. Армспорт. Ну и давайте тогда поговорим немножечко о том, как соревнуются спортсмены вот в этом виде спорта. 3 весовые категории: до 65 килограммов, до 80 килограммов и свыше 80 килограммов. По одному участнику в каждой весовой категории от каждой команды. Вот представителя Дагестана вы видите на своих экранах. Он в такой синей футболке. Видите, наверное, надпись у него на спине. И видите, как долго судьи устанавливают руки тех, кто только что боролся. Ну вот это была борьба левой рукой. То есть борются и правой, и левой рукой. Ну и, как мне сказал главный судья соревнований по армрестлингу, это официальная система судейства, официальная система соревнований Ассоциации армрестлинга России. Так что, понимаете, правила здесь тоже достаточно жесткие. Это не просто как в компании мужчин, дескать, ребята, давайте посоревнуемся, давайте поборемся на руках. Это все-таки у нас соревнования. Ну вот, пожалуйста, следующая пара у нас выходит вот к этому столику. Представителя Кабардино-Балкарии вы тоже видите. Вот он спиной. И представитель Северной Осетии. Непременное рукопожатие. Ну что, тоже левые руки выставляют соперники. И вот смотрите, и ногами упираются. Но только куда надо, и правой рукой держатся. И двое арбитров. Показывает, как должна располагаться ладонь, как должен располагаться там большой палец. И, в общем, представитель Северной Осетии, насколько я понял, достаточно быстро припечатал руку своего соперника. Вот, пожалуйста, вот к этой красной штучке. Вот вы видите ее на своих экранах. Посмотрим, выйдет ли у нас представитель Чеченской Республики. По идее, как бы должен. Вот в белой футболке это представитель Ингушетии, вот насколько я понимаю. К сожалению, пока еще не добыли мы протоколы соревнований. Ну, еще одна пара спортсменов. И вот поединок, в общем-то, может продолжаться там 1, 2, 3 секунды. Вот настолько быстро один из соперников может припечатать руку другого. Мы также рады приветствовать на нашем фестивале руководителя межрегионального управления финансового округу по Северо-Кавказскому федеральному округу Андрея Михайловича Волобуева, начальника Северо-Кавказского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России, генерала-майора. Ну вот еще одна пара, ну и вот тоже очень быстро, буквально там за секунду-полторы. Один из армрестлеров одержал победу. Ну, достаточно быстротечно идут соревнования в этом виде спорта. Ну а интересно бы узнать, что у нас там в борьбе на поясах. Но я смотрю, только-только появились спортсмены на одном из 2 ковров, которые вот здесь постелены на подиуме. И, в общем-то, у них еще только разминка. Если здесь у нас уже вовсю идут соревнования в самой легкой весовой категории, ага, и вот уже продолжились у нас соревнования.
По-прежнему левая рука. Давайте смотреть, кто на сей раз одержит верх в этой паре. Что называется, фальстарт показывает судьи. Выравнивают кисть и вот, пожалуйста, сорвалось. Не знаю, честно говоря, кому здесь присудят победу. Да никому. Продолжение левой рукой борьба. Ну-ка, поехали, посмотрим, кому же на сей раз улыбнется удача. Да, в общем-то, даже не удача, кто действительно окажется сильнее. Мы запланировали сегодня интервью в прямом эфире, которое мы очень надеемся нам даст главный судья соревнований по армрестлингу. Но это будет несколько позже, потому что сейчас параллельно идут соревнования в 4 видах спорта. Вот один из них, армрестлинг. Видели вы силовое троеборье. И, соответственно, только еще разминаются борцы на поясах. Ну и прыжковое двоеборье тоже здесь же у нас на стадионе. Итак, будем смотреть, что же у нас здесь с камнем. Как он летит, какое упражнение. Ну вот представителя Чеченской Республики вы видите. Или, по-моему, все-таки это стоит Анзор Балтукаев, если не ошибаюсь. Я вот... так же, как и вы, вижу эту картинку у себя на мониторе. Нет, по-моему, все-таки это не Анзор Балтукаев, а участник, представитель чеченской команды. Но бросок из-за головы. Это представитель Северной Осетии Алани выполнил этот бросок. Вот судьи фиксируют результат. В каждом из упражнений это вот бросок из-за головы. Далее у нас бросок камня от себя снизу и бросок камня через себя. Ну вот, пожалуйста, пока из-за головы это первое упражнение. У каждого из участников по 2 попытки. Ну и в окончательный протокол, в окончательный расчет, разумеется, идет самая лучшая попытка. И вот поэтому представитель Кабардино-Балкарии. Ну вот, судя по всему, это уже вторая попытка участников, которые бросают камень из-за головы. Потому что достаточно быстро проходит у нас состязание. Здесь тоже от каждой команды по одному участнику. Ну вот так вот бросил камень из-за головы представитель Кабардино-Балкарии. Нам бы дождаться представителя Чеченской Республики. Могли бы, в общем-то, посмотреть, как он бросит этот камень. Посмотрим, кто выйдет сюда вот на исходную позицию следующим. Ну, такая совершенно братская обстановка здесь в секторе для силового троеборья. Вот еще один бросок из-за головы. Ну, разумеется, видите, там ударился камень о песок. Полетел достаточно далеко, но фиксируется место его первоначального падения. Продолжаем мы с вами смотреть соревнования силовых троеборцев. Вот видите, нужно сначала вытереть камень, который попал во влажный песок, затем вот, что называется, место, с которого выполняется этот бросок, привести в порядок. Ну и вот затем уже судьи после броска выполняют свои функции, то есть осуществляют замер. Нет, я смотрю, борцы еще только разминаются.
Армрестлеры выясняют свои отношения. Что касается прыжкового двоеборья, насколько я понимаю, там соревнования тоже еще не начались, поэтому, друзья, будем пристально следить за теми, кто бросает камень. Первое упражнение – бросок камня из-за головы. К большому сожалению, нет у нас результатов. Результаты есть у судей. И вот, если бы еще, так сказать, список участников для полного счастья, было бы вообще супер. Но пока этого нет. Будем надеяться на то, что все-таки протоколы у нас в комментаторской кабине появятся. Ну что, продолжим, дорогие друзья, наблюдать за армрестлерами. Еще одна пара. Ну, будем наблюдать за этими соревнованиями как за таковыми. Как говорится, за нюансами. Как нужно держать кисть, как нужно держать большой палец. Вот там буквально перевязывает ладони соревнующихся один из судей. И вот снова борьба левой рукой. Вот так вот быстро. Насколько я понимаю, вот само приготовление вот к этому поединку занимает гораздо больше времени, чем сам поединок. Ну, вот такой представитель Дагестана и представитель Северной Осетии. Представитель Дагестана у нас такой дружелюбный, поздоровался с обоими судьями. Ну, все нормально, все хорошо. Посмотрим, сколько продлится по времени эта схватка. Опа! Ну, вот так вот представитель Дагестана-то у нас мощный. Припечатал своего соперника. Но после достаточно упорной борьбы. Ну, вот представитель Ингушетии вышел на стартовую позицию и, соответственно, ждет своего соперника. Усман Гаджиев. Ну, давайте, может быть, посмотрим, как народ камешек кидает. А нет, вот представитель Ставропольского края уже вышел тоже к этому столику. Ингушетия против Ставрополья. Борьба левой рукой. Вот давайте вот досмотрим, наверное, этот поединок. Ну и перейдем на... И перейдем, дорогие друзья, на силовое троеборье. Спорте, не знаю, точнее не помню, сказал я вам или нет, здесь 3 весовые категории до 65 килограммов, да, это я вам уже говорил. И вот давайте мы с вами посмотрим на очень быстрый получился поединок. Я уж, честно говоря, не увидел вообще, успел ли там
успел ли там фотограф запечатлеть этот поединок армрестлеров. Ну вот, пожалуйста, вот оно у нас прыжковое двоеборье. Начинают женщины. Вот раз, два, три. Это вот тройной прыжок с места. Есть у нас все составы команд. Команда состоит из 2 человек. Вот одна девушка и один парень. Тройной прыжок с места — это одно, но затем будут прыжки в высоту. Но не через планку, а будет вот подвешен, ну, не знаю, либо колокольчик, либо флажок на высоте где-то в 2,5 метра, может быть, так сказать, побольше. И вот наши прыгуны будут как раз допрыгивать до вот этой отметки и, что называется, фиксировать там свое появление соревнования. Кто там следующий выходит на старт? Пока только готовятся спортсмены. Я уже говорил, что сегодня солнечное, ясное утро, но, дорогие друзья, конечно, солнышко припекает. И нужно сосредоточиться всем спортсменам, чтобы вот отпрыгать, я не знаю, отбросать камень, отбороться на этом достаточно жарком солнце. Мне, во всяком случае, здесь, в комментаторской кабинке, достаточно весело. Она у нас непроветриваемая. Ну что, борьба на поясах уже началась. Что-то как-то не очень активно ведут себя у нас прыгуны. Давайте перейдем на борьбу на поясах. Первая пара у нас была или не была. Будут у нас соревнования? Да, ну, в общем, я смотрю, уже пояса-то надели 2 участника. Ну вот, если, что называется, по весовым категориям сейчас будет борьба. Здесь тоже 3 весовые категории. До 65 килограммов, до 85 килограммов, ну и свыше 85 килограммов. Я должен вам сказать, что вот достижения чеченских спортсменов в борьбе на поясах, может быть, не часто они говорят, но эти достижения есть. Ну, во-первых, еще достаточно давно, еще в начале этого века 2 турецких чеченца. Это Висита Асанов и Зелимхан Магомадов. Зелимхан Магомадов вообще является 2-кратным чемпионом мира по борьбе на поясах. И сам Висита Асанов, он серебряный призер чемпионата мира и чемпион Европы. Так вот, Висита Асанов в свое время рассказывал, что в Турции там не федерация дзюдо, а федерация дзюдо и борьбы на поясах. И дзюдоисты, в общем-то, вели борьбу на 2 фронта. Выступали и в соревнованиях по дзюдо, и по борьбе на поясах. Опа! И вот еще что говорил Висита Асанов, понимаете? Он говорит, чеченские дзюдоисты не очень любят, когда борьба ведется в партере, да? Он говорит, а поскольку вот в борьбе на поясах, а в партере в борьбе на поясах, точнее партера в борьбе на поясах практически нет,
то эта борьба, в общем-то, нравилась и Висите и Асанову, и Зелимхану Магомадову, поэтому они добились достаточно мощных успехов. И вот самой маленькой весовой категории Акраман Гусигов представляет Чеченскую Республику. И вот буквально здесь, в конце августа, был турнир на призы главы Карачаево-Черкесской Республики. Так вот, Акраман Гусигов этот турнир выиграл. Да, ну вот такая у нас борьба на поясах. Я не скажу, что вот эта пара ведет зрелищную борьбу, хотя, честно говоря, вот сдается мне, что парни просто разминаются. Не думаю, что вот так вот действительно борьба на поясах ведется. Хорошо, хорошо. Да, вот все-таки это был неофициальный поединок. И переходим теперь на армспорт. Я смотрю здесь вот, поскольку совершенно другой представитель Дагестана, я уже начинаю кое-кого узнавать по лицам, и представитель Ингушетии, то у нас вот за одним вот этим столом, я не знаю в какой очередности, но, судя по всему, ведут борьбу представители сразу всех весовых категорий. Ну, давайте посмотрим, как ведется борьба у этих парней. Вот смотрите, какая упорная борьба. Представитель Дагестана долго не сдавался. Но вот я смотрю, все-таки зафиксировали победу ингушского спортсмена судьи. Никто не возражал из спортсменов, потому что иногда вот возникают такие споры по поводу того, кому отдали победу. Ну, сейчас все без спора, все нормально, все хорошо. И даже судья успевает поговорить по мобильному телефону. Надо посмотреть, где у нас поактивнее ведут себя спортсмены. Самые активные соревнования у нас в силовом троеборье. Немножко размялись спортсмены на одном из двух ковров, изображая борьбу на поясах. Ну вот, пожалуйста, вот здесь все уже в самом разгаре. И уже, кстати, у нас идет второе упражнение, то есть бросок от себя снизу. Опа, вот смотрите, бросок из-за головы — это одно, а что касается вот этого упражнения, то камень-то полетел неизмеримо дальше, чем из-за головы.
Судьям приходится отмерять большее расстояние. Вот в этом упражнении бросок камня от себя снизу. И небольшая такая у нас пауза и в этих соревнованиях. Интересно, там у нас было противостояние у армрестлеров. Ну, давайте посмотрим, как этот спортсмен метнет камень от себя снизу. Ну, я вот смотрю, конечно, он полетел немножко в сторону, не по прямой, и пролетел расстояние, которое было меньше того, на которое послал снаряд предыдущий участник этих соревнований. Ну вот еще один вариант броска камня от себя снизу. Вот смотрите, представитель команды, по-моему, команды Дагестана, их можно узнать по синим футболкам, он даже подошел и посмотрел, оттуда ли замеряет судья вот этот результат. Да, Дагестан сегодня действительно будет очень серьезно бороться за первенство, за победу в любом виде спорта. Этих видов спорта 12. И соревнования по, ну, считайте, что по 3 из них у нас сейчас идут здесь, на стадионе имени Султана Белимханова. Вот силовые троеборцы наиболее активны. Армрестлеры тоже продолжают там свои бои. Ну и что касается прыжкового двоеборья, девушки тоже совершают тройной прыжок с места. Это уже... Здесь все на одном стадионе, для всех хватает места. И все замечательно. И судьи вот у борцов на поясах пока еще только перебирают протоколы. И спортсмены понемножку разминаются, чтобы... Ну, давайте еще посмотрим еще одну попытку силового троеборца. Бросок камень от себя снизу. Ну, а затем посмотрим немного рекламы. Вот, насколько я понимаю, это представитель Кабардино-Балкарии. От Кабардино-Балкарии я смотрю в протокол, который у меня уже есть. Анзор Шибзухов. Долго готовился Анзор Шибзухов, но и, судя по всему, заступил. Потому что вот начали вроде бы судьи отмерять результат спортсмена из Кабардино-Балкарии, однако решили этого не делать. Действительно, заступил Анзор Шибзухов, и, увы, эта попытка у него была неудачной. Напомню, есть 2 попытки. Ну и, как я уже говорил, давайте посмотрим немного рекламы, ну а затем вернемся сюда, на стадион имени Султана Белимханова.
Подарите своему ребенку безупречный комфорт. Маджикс. Революционно тонкие подгузники. Город Грозный, улица Коперника, 3. Перевозка автомобилей автовозом по маршруту Грозный-Москва-Грозный. Телефон для справок 8 928 30 65 65. Профессиональный шоурум строительных материалов, торговый центр «Фридом». Для тех, кто ценит время и качество. Современные отделочные строительные материалы, кровля, фасад, отопление, крепеж, кондиционеры, бассейны и многое другое. «Фридом». Все лучшее в нем. Стройцентр «Идеал» — это единственный супермаркет в Чеченской Республике, который предлагает весь спектр строительных и отделочных материалов, прямые поставки от ведущих производителей, огромный ассортимент, разумные цены и бесплатная доставка по городу. Мы также заключаем договора с юридическими лицами на комплексные поставки материалов. Наш магазин находится по адресам: город Грозный, Старопромысловское шоссе, Иванова 2, проспект Кадырова 158. Студия кухни «Рим» предлагает кухни на заказ от эконом до премиум-класса, от хай-тек стиля до классического. Студия кухни «Рим». Лучшее в вашем доме. Город Грозный, улица Левандовского, 1. Лондон, Париж, Рим, Гуанчжоу. Мы часто бываем в этих странах, заключаем контракты с ведущими производителями со всего мира и максимально стараемся доставить для вас качественный товар. Мы всегда вам рады. Вас ждет удивительное путешествие в мир строительства и интерьера. Пусть наша продукция радует вас и вашу семью. Торговая компания «Татаев». Франция – Париж, Швейцария – Берн, Италия – Милан, Россия – Москва. А теперь и в Грозном открылся первый на Северном Кавказе ювелирно-часовой бутик Royal Time, в котором представлены такие именитые бренды, как Улис Нартан, Убло, Давид, Гренбел Форси, Демиани, Луи Муане и Джейкоб & Ко, а также мобильные телефоны Верту высшего класса. У нас вы можете найти изделия, которые удовлетворят вкус самого взыскательного покупателя. Ждем вас по адресу: проспект Путина, 36. Поставки спортивного оборудования и обустройство фитнес-залов любой категории. Благодаря широкому ассортименту спорттоваров вы сможете оснастить тренажерный зал под ключ, подобрав оборудование любого типа. Мы являемся официальными дилерами известных брендов, производителей спорттоваров. Только у нас прямые поставки, новые модели, широкий ассортимент профессиональных тренажеров и тренажеров для дома, а также полная гарантия качества. Спорт для всех и все для спорта. Магазин Дайда Вояж предлагает вашему вниманию итальянскую кожгалантерею, сумки, кошельки, деловые портфели, ремни и прочие аксессуары от ведущих итальянских брендов, изготовленных из натуральных материалов. Тони Перотти, Элизир, Джильда Тонелли. В нашем магазине вы можете приобрести чемоданы европейского качества Samsonite American Tourist. Знак качества, престиж и респектабельность сочетаются с доступной ценой. Дайда Вояж, город Грозный, торговый центр Гранд Парк, 2 этаж. С 6 по 9 декабря. Грандиозное событие в мире моды. Событие, которого мы все ждали. Грозный Fashion Week 2014. Эксклюзивные и незабываемые показы модельеров-дизайнеров со всего мира. Заявки для участия в показах и в шоуруме присылайте на электронный адрес info@invogue@mail.ru.
прыжок. Тяжелейший нокаут. Всё. Ну, так пропускать, Такой конечно. удар он сделал. Халил. Красивый удар. Да, классный удар. Это, конечно, безусловно, это лучший нокаут. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас вернулись на стадион имени Султана Белимхана. Уже в самом разгаре борьба на поясах. Правда, там еще только первые схватки. До финала еще далековато. Только начали борцы выяснять свои отношения. Ну и как мы обещали, у нас сейчас на связи будет главный судья соревнований по армрестлингу Абдул Магомедов. Готов ли у нас? Да, вот через несколько секунд Абдул Магомедов выйдет в прямой эфир, расскажет нам о том, как идут соревнования по армрестлингу. Что-то и мы с вами, дорогие друзья, увидели, насколько могут быть либо быстротечными, либо вот такими напряженными поединки армрестлеров, насколько внимательно следят судьи. И вот я еще смотрю, что вот буквально сейчас возле стола армрестлеров, кроме судей и кроме участников, еще и представитель команды. Ну а сейчас я хотел бы пообщаться с Абдулом Магомедовым. Да, слушаю вас. Абдул, скажите, пожалуйста, вот на какой стадии у нас соревнования? Я смотрю, по-моему, спортсмены всех весовых категорий по очереди выходят вот сюда на стартовые позиции. Друзья мои, соревнования по армспорту находятся в самом разгаре. И как раз середина турнира, самая середина турнира. Вещи, которые вчера не обсуждали, такие вещи, как да не будем сильно строго судить, да это же ведь не чемпионат Европы, мира и так далее. Вот эти поблажки, они сейчас вылезли. На сегодняшний день идет жестокая борьба. За малейшие, буквально каждый понимает. Здесь выступают заслуженные мастера спорта международного класса, повидавшие мир. Поэтому это действительно серьезный, очень серьезный турнир. И судить очень непросто. Уже возникли определенные сложности, потому что требуют справедливого судейства. Конечно же, судейство справедливое, но мы все понимаем, оно субъективно в любом случае. И мне максимально хочется приблизить к объективности наше судейство. Все идет великолепно, все зрелищно, все шикарно. Абдул, вот я вот смотрю, это вот действительно подготовка к самому поединку гораздо длительнее самого поединка, который, в общем-то, может там длиться 1-2 секунды. Но вот пока установят руки бойцов целых 2 арбитра, это вот действительно вот для судейства
достаточно сложный вид спорта, армрестлинг, так? Друзья мои, очень сложно. В каком плане? Спортсмен год готовится, возможно, к одному поединку. Поединок длится несколько секунд. Поэтому вот этот собрать себя, сконцентрировать в нужный момент, тем более рефери, вызвать их определить, успокоить их, выставить руки, кисти. Конечно же, рефери всегда для одного друг, для другого не друг. И вот это остаться хотя бы недругом для двоих бывает очень сложно. Да, тут действительно очень сложно выставить спортсменов. И чтобы одинаково дать преимущество, одному хочется залезть на руку сверху, другому снизу, по-разному борются, поэтому это очень непросто все. А могли бы вы вот, конспективно, что ли, в двух словах назвать фаворитов? И вообще, есть ли фавориты? Или вот это действительно совершенно равные бойцы? Ну, друзья мои, конечно же, нет. Их видно, как они выходят на сцену, как они подходят к столу. Заслуженные мастера спорта или мастера спорта международного класса. Естественно, Коряев, Мурат, что говорить. Это монстры мирового армрестлинга. Тут есть борцы. Это, имена мирового армрестлинга. И есть люди, конечно же, не их уровня, это понятно. Их сразу видно за столом. Но есть тут есть великие спортсмены. Абдул, большое спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашем прямом эфире. Я думаю, ближе к финалам, ближе к концу состязаний мы снова с вами свяжемся, если вы будете не против. Спасибо. Спасибо Абдулу Магомедову. И вот мы сейчас перебегаем на борьбу на поясах. И я смотрю, что здесь тоже очень интересная штука. А вот пока мы вам рассказывали об армрестлинге, один из фаворитов на самой легкой весовой категории до 65 килограммов, представитель Карачаева-Черкесии Джохар Чамаев, он, кстати, победитель первенства мира. Это было буквально в конце августа, буквально за пару недель до начала этих Кавказских игр. Так вот, Джохар Чамаев выиграл свой первый поединок. И напомню, что Чеченскую Республику здесь, в этой весовой категории, в борьбе на поясах представляет Акраман Гусигов. Он победитель международного турнира памяти олимпийского чемпиона Шамаза Саидиева. И этот турнир проводился в Москве, и там Акраман Гусигов занял первое место. Вот нам секретарь предыдущий поединок, более-менее озвучивал, хотя бы рассказывал о том, кто находится на ковре и сколько получает каждый из борцов баллов за удачно проведенный прием. Вот только я сказал, и секретарь начал выполнять свою секретарскую работу. Вот, пожалуйста, борец, да, я уже... Да, вот борец в синей куртке вел 3 балла. И вот, по-моему, это как раз была чистая победа борца в зеленой куртке, если я не ошибаюсь. Нет, я все же ошибаюсь. И вот, пожалуйста, а не Акраман ли у нас Гусигов сейчас на ковре? Но все-таки соперник Акрамана Гусигова, если это он, вы видите, что Чеченская Республика написано на зеленой куртке борца, который сейчас находится на ковре, пока уступает борец из Чечни своему сопернику. Напомню, тот до поры до времени ввел, как говорится, на сухую со счетом 3-0. Счет, по всей видимости... Да, 5 секунд. Да, и, к сожалению, за 5 секунд до окончания этой схватки чеченский борец пока проигрывает своему сопернику со счетом 2-4. И, судя по всему, там
Сильный удар, да, сильный удар по носу получил чеченский борец. И вот даже приходится арбитру эту кровь здесь с ковра вытирать. Но я понимаю, кровь еще там в октагоне, да, где проходят бои смешанного стиля. Ну, в общем-то, кровь полилась и здесь. Заключительная попытка вот чеченского борца все-таки хотя бы, наверное, сравнять счет. 2 секунды до окончания этого поединка. Время на середину. Вот на середину. Выиграл Алтай, Республика Ингушетия. Ну, вот представитель Республики Ингушетии победил в этой схватке Зелимхан Картоев. Ну и вот, пожалуйста, следующая пара, это у нас до 85 килограмм. Посмотрим, кто у нас здесь выходит. Ну, одного из борцов я определил. Это Азамат Сидаков, который представляет Ставропольский край. Ну и если я правильно услышал, вот сейчас посмотрим, кто у нас выйдет. Республика Дагестан. От Дагестана у нас вот в протоколе Наджибулла Давудов. Слева судейского стола борец в зеленой куртке Гайдаров, Республика Дагестан. Приветствую его. В синей куртке справа от судейского стола Сидаков, Ставропольский край. Да, но, судя по всему, произошла замена в составе сборной Дагестана. Это явно не Наджибулла Даудов. Но что касается Азамата Сидакова из Ставропольского края, то он как раз сейчас на ковре. Теке Масиков готовится. Да, ну вот странная такая штука. Видимо, все-таки одна и та же куртка, что называется, по наследству передается от одного борца к другому. Потому что вот здесь сейчас один из тех, кто участвует в этом поединке, у него тоже вот зеленая куртка с надписью «Чеченская Республика». Так что не факт, что в предыдущем поединке был представитель Чечни. Ну, давайте хотя бы посмотрим за борьбой, как вот парни борются на поясах. Здесь, в общем, есть два варианта. Классический — это без всякой работы ног. Ну и вольный вид борьбы на поясах — это с применением подсечек, подножек и так далее. Ну, вот замечание объявлено одному из борцов. Также замечание является... Бросок, а вот во сколько баллов оценят этот бросок арбитры? В синей куртке получает 2 балла, поскольку бросок произведен со стойки. Ну вот, если вы слышали, то, наверное, поняли, что же произошло. Ну вот, боец в синей куртке получил 2 балла. И все, вот так вот. Если я не ошибаюсь, чистая победа борца в синей куртке, да. Азамат Сидаков, который представляет Ставропольский край и который в сюжете Ставропольского телевидения перед началом вот этих соревнований сказал, что я обязательно очень удачно постараюсь выступить в Грозном. Серьезно, действительно готовились команды вот перед этими Кавказскими играми. Ставропольчане выставили вот 2 дзюдоистов. То есть Азамат Сидаков, он по своей спортивной специализации дзюдоист, но вот здесь ведет борьбу на поясах.
Давайте послушаем, кто же выйдет на ковер сейчас. Представитель Карачаева-Черкесии. Кто это у нас? Рашид Тикеев. Если это так. И вот его соперник. Соперник Рашида Тикеева. Борец Тикеев, Карачаева-Черкесия. Вот это я хорошо угадал. Мазихов, Кабардино-Балкария. Приветствуем обоих борцов. Астемир Мазихов из Кабардино-Балкарии. Он у нас в синей куртке и в зеленой Рашид Тикеев. Вот Рашид Тикеев тоже в августе, в середине августа прошел турнир на призы главы Карачаево-Черкесской республики. Так вот, Рашид Тикеев как раз и был победителем этого турнира в своей весовой категории. Вот именно по борьбе на поясах. Не по дзюдо, не по вольной борьбе, а именно по борьбе на поясах. То не оценивается. Ну вот опять соперники вцепились друг к другу в пояса. По борьбе на поясах. Боковой ваше мнение. Продолжаем борьбу. Я, в общем-то, ждал того, что судья объявит, что Рашид Тикеев из Карачаева-Черкесии получит там какие-то баллы. Но, может быть, сейчас... Послушаем, сколько именно баллов получил Рашид Тикеев. Он буквально там воткнул своего соперника головой в ковер. Достаточно жестко. Напомню, что это представитель Кабардино-Балкарии Астемир Мазихов. По-прежнему у нас вот здесь, не в центре ковра, но возле него, Рашид Тикеев, представляющий Карачаево-Черкесскую республику. И, видимо, приходит, точнее уже пришел в себя Астемир Мазихов из Кабардино-Балкарии. И продолжается борьба в этой паре. За минуту чистую победу одержал Тикеев, Карачаева. Ну вот, пожалуйста, у нас чистая победа борца из Карачаева-Черкесии Рашида Тикеева, которого представил как победителя турнира на призы главы Карачаева-Черкесии, который прошел в середине августа. Ну, вот этот молодой парень и здесь подтвердил, что он является сильным борцом на поясах. Ну что, вот давайте вернемся к силовому троеборью. Кабардино-Балкария, Тарасенко, Ставропольский край. Что может сказать герой Кавказских игр? Да, я слушаю. Арсен, да. Добрый день. Вот скажите, действительно добрый день сегодня для вас? Хорошо вот выступили в этих соревнованиях? Ну, добрый, более чем добрый. Спасибо. Спасибо большое. А вы вы, наверное, можете считаться уже старожилом Кавказских игр. И, насколько я понимаю, это 4-е ваши Кавказские игры. Арсен. Да. Вы слышите меня? Очень тихо. Очень тихо. Хорошо, буду говорить погромче. Я говорю, можете считаться, наверное, старожилом уже Кавказских игр. Это 4-е ваши игры? Ну, не знаю, не прямо так.
Ну, можно сказать, постоянно участник. Но это, в общем, тоже неплохо. Сегодня у вас лучший результат? Алло. Да, связь у нас прервалась. Ну, на связи, кстати, я скажу, был у нас представитель Дагестана Арсен Абдулкаримов. Ну, как он сам сказал, постоянный участник Кавказских игр. Ну, а что касается результата, лучше он был у Арсена Абдулкаримова или все-таки там есть какие-то еще нюансы, я думаю, что мы с вами узнаем немножечко попозже. Вот посмотрите, какое тут совещание и участников, и тех, кто как бы болеет, переживает за их результаты от каждой команды вот здесь, возле судейского столика. Давайте чуть попозже мы, наверное, сюда вернемся, когда уже будут готовы у нас здесь результаты. А может быть, даже с главным арбитром мы побеседуем, когда все результаты уже будут, что называется, подписаны. И теперь борьба на поясах. Не обращайте особого внимания вот на надписи на куртках, потому что вот просто иногда написано Чеченская Республика, а в этой куртке выступает, ну, представитель, не знаю, там, Алании или другой какой-нибудь республики. Ну вот оба, получается, у нас в синем. Дагестана получает 1 балл. Ну вот, пожалуйста, вот представитель Дагестана и представитель, кстати, вот Алании. Представителя Алании видно сразу. У него на синей куртке Алания и написано. А вот этот мощный мужчина, вот такой в адидасовской футболке, это у нас представитель Дагестана. За 2 минуты чистую победу одержал Халидов Асхабали, Республика Дагестан. Ну что, покинули. Кабардино-Балкария, Тарасенко, Ставропольский край. Вот я смотрю, там поздравляет представителя Дагестана, и он уходит с этого ковра победителем. Сейчас снова сюда выйдут борцы самой тяжелой весовой категории свыше 85 килограммов. И это еще один представитель Ставропольского края Владимир Тарасенко. Ну, мощный такой парень. Я уже говорил, он вместе со своим земляком Азаматом Сидаковым говорил о том, что они постараются все силы приложить, чтобы добиться победы здесь, в Грозном. Азамат Сидаков уже одержал свою первую победу. Ну вот теперь посмотрим, как Владимир Тарасенко из Ставропольского края проведет свою борьбу, свой бой. Вот узнать бы еще Кабардино-Балкария. Его соперникова Хачим Дакшукин из Кабардино-Балкарии. Вот такая у нас сейчас пара. Владимир Тарасенко, который представляет Ставропольский край, и Хачим Дакшукин из Кабардино-Балкарии. Весовая категория свыше 85 килограммов. Вот в белом, вот в зеленой куртке, судя по всему, это Хачим Дакшукин из Кабардино-Балкарии. Ну, а его соперник вот такой рослый парень в белой футболке. Это как раз и есть Владимир Тарасенко, представляющий Ставропольский край. Ну, здесь все, в общем-то, все видно. Завязывает пояс на корпусе Владимира Тарасенко. И вот посмотрим, насколько владеет борьбой на поясах. А вот этот дзюдоист супер тяжелой весовой категории. Хачим Дакшукин против Владимира Тарасенко.
Ну, давайте мы немножко попозже, может быть, вернемся к этому поединку. А сейчас Замир Гаплачев, главный судья соревнований по силовому троеборью, у нас на связи. Представители Средней Азии, да, занимаются борьбой на поясах. Проводятся чемпионаты мира и Европы. Данный фестиваль вручили... На данном фестивале в программу включили борьба на поясах. И все ждут, когда начнется этот вид спорта. Все заинтересованы. Это очень красивый вид борьбы. Сейчас на ковре борются представитель Кабардино-Балкарии и представитель Ставропольского края. Независимо от национальной принадлежности, этот праздник ждут все жители Северокавказского федерального округа. Чистую победу одержал Тарасенко. Замир, вы меня слышите? И судья объявляет, сейчас победителем стал представитель Ставропольского края. Замир, вы слышите меня? Да. Замир, вот скажите, есть ли вот какие-то свои фавориты в каждой весовой категории? Потому что я смотрю, вот здесь молодые борцы, они побеждали на первенстве мира, побеждали на международных турнирах. Вот представитель Ставропольского края, в общем-то, ну, вполне заслуженный дзюдоист. Вот на кого зрителям нашего телеканала обратить особое внимание в каждой весовой категории? В весовой категории 65 килограммов. Одним из сильнейших видов весовой категории это представитель Карачаево-Черкесии и представитель Кабардино-Балкарии. Они встретятся в финале, я думаю. Вы имеете в виду Джахара Чумаева, да, и Аслана Гаплачева? А в весовой категории 85 килограммов победитель, чемпион мира, представитель Карачаево-Черкесии, он неоднократный победитель международных турниров, Тикеев, и представитель Дагестана в тяжелой весовой категории. Он является мастером спорта по 4 видам борьбы, Калилов. Вот на этих борцов я бы порекомендовал обратить свои взоры зрителей. Когда они будут бороться, они покажут красоту этого вида спорта. Этот вид спорта очень красивый, увлекательный. Я смотрю, все зрители смотрят с восхищением, как они борются на ковре. Замир, ну вот, в общем-то, Рашида Тикеева наши зрители уже видели, как он добился своей первой победы. Главный судья. Замир, ну что, спасибо вам за то, что согласились ответить вот на наши вопросы. Продолжайте судить вот борьбу на поясах. Это действительно интересный такой, действительно мужской вид спорта. Ну и мы обязательно обратим свое внимание на тех спортсменов, которых вы назвали, которые являются фаворитами в своих весовых категориях. Ну, как я уже сказал, что Рашида Тикеева мы уже с вами видели. Рашид добился своей первой победы. Вот остается посмотреть на Асхабали Халидова из Дагестана. Ну, жаль, конечно, что Замир Гаплачев среди фаворитов не назвал чеченских борцов. Дело в том, что в прошлом году в Пятигорске соревнования по борьбе на поясах отменили, потому что шел дождь, ну и не было никакой возможности вот в таких погодных условиях провести вот эти схватки борцов на поясах. Так что в прошлом году вот в общекомандную копилку борцы на поясах ничего не добавили. Но вот здесь, в общем-то, наверное, кто-то из них, да не наверное, кто-то, а конкретные борцы добавят в общекомандную копилку баллы. Ну, я думаю, что чеченские борцы тоже себя проявят. Я вам уже говорил, что, например, Акраман Гусигов, победитель у нас международного турнира. В общем, Ибрагим Исаев, кстати, один из лучших тяжеловесов. Вот именно в борьбе на поясах Ибрагим Исаев представляет Чечню. Ему, наверное, все-таки придется посоревноваться с дагестанцем Асхабали Халидовым. Может быть, это будет даже финальный поединок. Ну, следим еще за одним поединком. И вот интересно, подведены ли там вот окончательные итоги
силовом троеборье. Вот я смотрю туда, они пьедестал или почета туда понесли. В сектор, где у нас было силовое троеборье. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, все-таки там уже готовы наградить победителей. Но здесь пока еще не чистая победа. Чистой победы еще нет, но 2 балла один из борцов уже свою копилочку положил. Идет 2-я минута борьбы. Счет баллов 1-2. Ведет борец в синей куртке. Ну вот, пожалуйста, все ясно. 2-я минута вот этого поединка, и борец в синей куртке выигрывает со счетом 2-1 у своего соперника, у которого зеленая куртка. Ну вот пока каждый из борцов старается занять более выгодную позицию. Опа, и бросок-то прошел. Вот насколько удачный. Борец в синей куртке получает 1 балл и предупреждение борцу в зеленой куртке. Получил свои баллы борец в зеленой куртке. Да, нужно внимательно слушать секретаря, судью-информатора, который нам все сообщает. Продолжается у нас борьба на поясах. Смотрите, что касается прыжкового двоеборья. Не вижу я со своей позиции, мне там экран закрывает, что там происходит. И я смотрю, уже народ начал лазать по канату вовсю. И закончились у нас соревнования в силовом троеборье. Вот хотелось бы узнать победителей, ежели таковые определены. Продолжаем борьбу. Ну и армспорт нам уже говорил главный судья, что там нешуточная такая борьба идет буквально в каждом поединке. Есть, конечно, свои фавориты. Есть люди, которые всерьез рассчитывают на победу, но им нужно все-таки побеждать в каждом поединке. Ну а борьба на поясах у нас продолжается. Есть у нас там картиночка с прыжкового двоеборья. Я смотрю, там зрители подтянулись. Судя по всему, там участники допрыгивают до предмета, который расположен на высоте 2,5 метра и выше. Ну вот мне подсказали, что Александр Канадской, еще один главный арбитр у нас на связи. Счет баллов 3-3. Александр. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на какой стадии у нас находятся вот прыжковые соревнования? Я смотрю, уже, так сказать, тройной прыжок с места спортсмены отпрыгали, и вот идет уже второе упражнение, да? Да, закончились прыжки, тройной прыжок женщины с места и тройной прыжок с места мужчины. В тройном прыжке лидерство среди женщин с результатом 8 метров 60 сантиметров прыгнула дагестанская спортсменка. Второе место с результатом 8 метров 14 сантиметров чеченская спортсменка. Третье место
третье место Дагестан. 20 секунд до конца схватки. Счет баллов 5-3. Ведет борец. Александр, а вот скажите, пожалуйста, вот сейчас парни прыгают, да, вот пытаются достать вот этот желтенький флажок. Да, это прыжки в высоту. Алло. Да, слышу. Прыжки в высоту. Сейчас закончилась высота 3,50, поднимается на 10 сантиметров, будет высота 3,60. В лидирующей группе прыгают прыгун из Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесия остались. То есть Карачаево-Черкесия закончил. Остались в секторе остались два прыгуна. Это Ставропольский край и Кабардино-Балкария. А вот скажите, какая-то общая победа, по каким критериям будет у нас выявляться? Вот девушки отпрыгали, тройной прыжок с места в длину, да? И он как-то плюсуется вот к этому результату или как? Нет, у них считается как боеборье, суммируется место в тройном прыжке и в прыжке в высоту. То есть пока сейчас заканчивают прыжки в высоту мужчины, и через где-то минут 10-15 начнут прыгать женщины. А вот здесь, вот в этом же секторе, да? Да, в этом же секторе. И мы уже начнем делать подсчеты у мужчин. А мужчины тройной уже отпрыгали? Да, мужчины тройной отпрыгали. Ага, а там кто у нас в лидерах? Вот здесь Ставропольский край и Кабардино-Балкария, два парня только осталось. А в длину кто лучше прыгал? Северная Осетия. Значит, у мужчин Ставропольский край, Кабардино-Балкария и третья Чечня в прыжках. Понятно. Ну, в общем, Ставрополье и Кабардино-Балкария вот в мужских прыжках, в мужском прыжковом двоеборье это лидеры безусловные. Александр, спасибо вам. Сейчас высота 3,60. Поднимается в секторе, остались два прыгуна. В зеленой куртке. Высота, красный флажок. Уже началась вторая попытка на высоте. Сейчас будет прыгать Ставропольский прыгун. Но это мы видели, как, в общем, не допрыгнул первый прыгун. Там судья поднял красный флажок. Александр, большое вам спасибо за то, что... Красный флажок и Ставропольский край, тоже красный флажок, тоже не допрыгнул. Они уходят, готовятся на третью попытку. Третья завершающая попытка сейчас будет у прыгунов. Александр, а если опять никто не допрыгнет? Нет, если не допрыгнут, по той высоте будет считаться, которая была предыдущая. Ну, в общем, как во всех соревнованиях по прыжкам в высоту. Ну, давайте смотреть, будет ли удачная попытка все-таки у кого-нибудь из прыгунов. Нет. Тоже Ставрополь тоже нет. Я прошу прощения, сейчас я отойду, потому что как... Александр, да, большое вам спасибо, что согласились с нами поработать, вышли в прямой эфир. Спасибо, я думаю, что мы с вами еще свяжемся. Ну а мы куда переходим? Спасибо большое. Спасибо, Александр. Ну и давайте мы с вами немножечко отдохнем. Может быть, после этого подведем уже не предварительные, а окончательные итоги в силовом троеборье. Я смотрю, там все собрались, не знаю, то ли подводят итог, то ли еще продолжают совещаться. Но тем не менее, после небольшого перерыва мы с вами вернемся сюда, на стадион имени Султана Белимханова, и продолжим вам рассказывать о спортивной программе фестиваля культуры и спорта народов Кавказа «Грозный 2014».
Магазин ювелирных изделий представляет новую коллекцию соединения стиля новейших технологий и мастерства. Вас ожидает шикарный выбор ювелирных изделий. Магазин ювелирных изделий открывает для вас мир тайн и блаженства. Город Грозный, торгово-развлекательный центр «Фирдаус», магазин ювелирных изделий, 2-й этаж. Дорогие друзья, собираетесь на новоселье, на день рождения или в гости, но не знаете, что выбрать? Мы поможем вам. Самый широкий выбор эксклюзивных подарков и сувениров. Роскошные образцы с исламской символикой. Заглянув к нам, вы убедитесь, что у нас большой ассортимент VIP-сувениров, элитных подарков, а также коллекция посуды от ведущих производителей европейских фирм. Dior, Гуалития, Проуна. Вазы всевозможных вариаций. Цветы, конфеты, подарочные сувениры. Приходите, мы сделаем ваш подарок незабываемым. Роскошь изысканной верхней одежды из натурального меха и кожи можно сравнить лишь с великолепием драгоценностей. Нежное тепло мягкого золота согревает душу лучше самых пылких слов. Шубы, пальто, кожаные куртки из Греции, Италии, Арабских Эмиратов. Новая коллекция, восхитительный выбор и весьма привлекательные цены. Золотой век. Торговый центр «Терек» предлагает своим покупателям широчайший выбор различной мебели, которая украсит ваш дом, преобразит интерьер и придаст каждой комнате неповторимый стиль. У нас только качественная мебель от эконом до элит-класса. Доступные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок. Для наших покупателей действует специальное предложение – бесплатная доставка и сборка мебели по всей республике. Торговый центр «Терек». Эффективно и экономно. Здравствуйте, мы находимся в частной школе МИР. Говорят, что здесь созданы самые лучшие условия для учащихся. Ведется углубленное изучение английского, арабского языков. Давайте спросим у самих учащихся. I like it here, my friends and doing sports. Я люблю играть на фортепиано. أنا أحب اللغة العربية جدا. I love folk dance. Кушала мама, в школе Как вы видите, уважаемые родители, дети очень хорошо отзываются о данной школе. Частная школа МИР, город Грозный, улица Парашютистов, 4Б, остановка Ташкала. Студия кухни «Рим» предлагает кухни на заказ от эконом до премиум-класса, от хай-тек стиля до классического. Студия кухни «Рим». Лучшее в вашем доме. Город Грозный, улица Левандовского, 1. Магазин «Дайда Вояж» предлагает вашему вниманию итальянскую кожгалантерею, сумки, кошельки, деловые портфели, ремни и прочие аксессуары от ведущих итальянских брендов, изготовленных из натуральных материалов. Тони Перотти, Элизир, Джильда Тонелли. В нашем магазине вы можете приобрести чемоданы европейского качества Samsonite American Tourist. Знак качества, престиж и респектабельность сочетаются с доступной ценой. «Дайда Вояж», город Грозный, торговый центр Гранд Парк, 2 этаж. Профессиональный шоурум строительных материалов, торговый центр «Фридом». Для тех, кто ценит время и качество. Современные отделочные строительные материалы, кровля, фасад, отопление, крепеж, кондиционеры, бассейны и многое другое. «Фридом». Все лучшее в нем. Торговая компания «Татаев».
Мебель со всего мира. Перевозка автомобилей автовозом по маршруту Грозный-Москва-Грозный. Телефон для справок 8 928 30 65 65. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит грандиозную распродажу. Самый большой выбор и обвал цен до 70%. Спортивный супермаркет «Чемпион». Город Грозный, улица Жуковского. Торговая площадь представляет самые настоящие шедевры мебельной индустрии от фабрики «Спутник Стиль», готовые и на заказ. Удобная и красивая мебель обратит внимание самого взыскательного покупателя. Материалы, из которых изготавливается мебель, проходят тщательную подготовку на предмет надежности и износостойкости. Все необходимое, чтобы ваша кухня выглядела красивой и функциональной, вы найдете у нас. Торговая площадь. Город Грозный, улица Маяковского, 21.
Спорт – это средство саморазвития и самовоспитания, и никогда нельзя забывать об этом. Настоящий спортсмен способен бороться с самим собой, со своими недостатками. Тренер должен научить его преодолевать чувство страха, концентрировать внимание на своих действиях, принимать быстрые решения, верить в свои силы. Спорт – это жизнь, это движение, это здоровье. Спорт – это целая жизнь. За этим коротким словом стоит нечто большее, чем комплекс запрограммированных упражнений. В нем заключены здоровье, красота, а главное – счастье. Спорт помогает держать координацию, баланс. Спорт учит выигрывать и проигрывать. Спорт помогает человеку формировать характер. Заниматься спортом очень важно, потому что спорт помогает быть уверенным в себе. Спорт помогает быть бодрым, здоровым. Вы можете стать победителем, только если вы готовы пойти до конца. Наши спортсмены даже придумали лозунг «Победа или смерть». Республика Ингушетия, Текеев, Карачаево, Черкесия. Готовятся Сидаков, Ставропольский край, Мазихов, Кабардино-Балкария. Ну что, дорогие друзья, вернулись мы с вами в эфир. Это 5-й юбилейный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Вот еще один вид спорта, который называется лазанье по канату. Вы, наверное, сами уже увидели, что это такое. Все прекрасно помнят, наверное, мои ровесники, которым, так сказать, за 30 как минимум, уроки физкультуры и вот эти вот лазанье по канату. Я тогда был таким мальчиком рослым и, подпрыгнув, чуть ли не до середины каната уже добирался, потому что потолки в нашем спортивном зале были достаточно низкие и, в общем, вверх забирался достаточно быстро. Но вот здесь, видите, длинный канат, и пока, в общем-то, туда долезешь до того места, где этот канат начинается, потратишь, конечно же, немало сил. Ну и вот давайте я вам просто... Ага, вот смотрите, парень-то травму получил. Вот вам и лазанье по канату. Вот вроде бы так простенько, а тоже можно и травму получить, и вымотать себя действительно изрядно. А вот от каждой команды здесь по 2 участника, по двое мужчин, и длина каната 10 метров. И вот упражнение выполняется в течение 3 минут, и победитель определяется пройденной дистанцией за отведенное время. Но я прекрасно понимаю, что вот 10, 10 и еще раз 10. Ну а как, если, например, до половины каната добрался спортсмен, как там считать вот эти метры и сантиметры? Ну, может быть, судя по всему, вы видели, там собрались тренеры, участники, может быть, даже судьи. Вот как раз за эти сантиметры-то и идет борьба. Вот, так что 3 минуты дано каждому из желающих взобраться по канату на 10-метровую высоту. Ну, а дальше уже подсчитывает общий пройденный путь. Обещали мне
диалог с главным судьей вот этих соревнований. Я имею в виду соревнования по лазанию по канату. Ну а вот на вот этом плане вы видите, что и продолжаются схватки у борцов на поясах. И, в общем-то, я могу вам сообщить приятную новость, потому что до того, как мы вышли в эфир, вот на одном из этих ковров, вот на правом, Али Дикаев, который представляет Чеченскую Республику в борьбе на поясах, и борется он в весовой категории до 85 килограммов. Так вот, Али Дикаев одержал победу над своим соперником. Продолжаем борьбу. Ну и ждем мы, разумеется, подведения уже полных итогов в силовом троеборье. Мы видели, как там бросали камни. Более того, мы даже разговаривали с представителем Дагестана, который уже постоянно участвует в этих кавказских играх. Но все-таки дождемся официального подведения результатов. Да. Али, здравствуйте. Али. Алло. Али. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на какой стадии у нас вот эти соревнования? Я там посмотрел. У нас проходит соревнования лазания на канат. Уже представители 3 республик выступили. Результаты довольно-таки хорошие. А вот у меня возник вопрос. Ну вот как определяется общий результат? Ну, по количеству раз, сколько спортсменов залез, каждый спортсмен, потом приплюсовывается и командой выводится место. Ага, но если, значит, вроде бы начал движение по канату, но остановился на середине, то, разумеется, один раз не засчитывается. Не засчитываете, да. Ну что, вот представитель Чеченской Республики у нас готовится. Да. А кто здесь фаворит? У нас здесь выступает 5-кратный чемпион Кавказских игр Республики Ингушетия. Ого. Ну и Чечня тоже в фаворитах числится. Ну вот я смотрю, кто был у нас в 2013 году. Да, с Ингушетии. Ну понятно. Ну, чеченцы, наверное, тоже поборются как минимум за приз. Чеченцы постоянно в призах находились. 2-е и 3-е место занимали. Ну вот в прошлом году в Пятигорске были на 2-м месте представители Чеченской Республики. Так что борьба тоже у нас ожидается такая веселая. Вот мы видели, один из спортсменов, по-моему, травму получил, да, вот в предыдущем подходе. Предыдущий спортсмен залез почти 56 раз залез, если так суммарно посчитать. 56 раз? Нет, 56 метров он залез. Фу ты, господи, я думал 56 раз. А вот как считается, ну понятно, вы, в общем-то, объяснили. 10 метров канат, вот мы поедем. И там вот отметки на этом канате через каждый метр. Да, через каждый метр красным отметками. Вот, Али, большое спасибо. Вот теперь, я думаю, даже тем телезрителям, которые просто вот будут смотреть эти состязания, им будет все ясно. Полных, например, там 10 метров 5 раз, ну и вот до какой отметки. Взаимно, спасибо. Да, спасибо. Да, и вот до какой отметки спортсмен дотронулся, если не долез до окончания каната, вот такой будет и результат. Ну вот 56 метров, это значит, что вот спортсмен поднялся 5 раз снизу, что называется, доверху, и вот во время 6-й попытки остановился. Итак, чеченский спортсмен у нас выполняет попытку, и один раз уже он добрался до самого верха. На середину борцов. Явным преимуществом чистую победу одержал Теке Карачаева-Черкесия. А вот кто это именно, Ахмед Турлуев или Джахар Джабаев? А именно два этих спортсмена представляют Чеченскую Республику. Нам хорошо бы выяснить. Ну вот, что касается Ахмеда Турлуева, то он вместе с Мамедом Турлуевым участвовал в прошлых Кавказских играх. Ну что, это было уже 3, это уже 4-й раз. Немножко я утратил вот такую внимательность.
По-моему, 4-й раз спортсмен из Чечни пытается добраться вот до этой отметки. Зафиксировал там свое пребывание. И что? Еще одна попытка. Сил, конечно, уже поменьше. Но все равно представитель Чеченской Республики лезет вверх по канату. Трудно, тяжело, но нужно побороться. Тем более, что главный арбитр сказал, чеченцы всегда были в призах. И на прошлых соревнованиях в Пятигорске были вторыми представители Чеченской Республики. Вот в этих соревнованиях в лазании по канату. Будем смотреть дальше. Вот там еще в правилах написано, что на все про все отводится ровно 3 минуты. Вот хочешь — отдыхай, когда спустишься с каната. Хочешь сразу, так сказать, без отдыха лезь вверх. Это, как говорится, твое право. Вот попил водички чеченский спортсмен. Ну, еще одна попытка. Тяжело. Но все-таки взбирается вверх чеченский спортсмен. Красивый план. Такой канат в небо. Ну, еще немножечко. Нет. Получится. Получится. Но совершит ли еще одну попытку чеченский спортсмен там добраться до финиша или нет? Или все, или сил уже больше не осталось? Ну, по всей видимости, все, да. Ну, если я правильно насчитал, это были 7 полноценных, полновесных попыток. Ага, ну вот как раз Тамерлан Гучигов, я смотрю, повел одного из представителей чеченской команды вот туда, к нашей гарнитуре, и вполне возможно, что удастся поговорить с одним из чеченских спортсменов. Во всяком Да, когда готовься. Касание ела обязательно. Да, ну вот будет у нас, конечно, другой вариант. Во-первых, будет уже борьба. Вот после этого спортсмена, который достаточно свежо лезет вот по канату, у нас будет борьба на поясах. И Исламбек Альбиев будет с нами на связи, поможет нам разобраться вот в тонкостях борьбы на поясах. Ждем того момента, когда сможем мы поговорить с Исламбеком Альбиевым. Как говорится, в кои-то веки. Но сегодня было действительно такой спортивный звездопад здесь, на стадионе имени Султана Белимханова. Кого здесь действительно только не было. И новоиспеченные чемпионы России по тяжелой атлетике Адам Малигов, Мухаммад Хибалов и Анзор Балтукаев. Итак, Исламбек Альбиев. Борьба на поясах. Ну вот, давайте все-таки дождемся, когда иссякнут силы вот у этого спортсмена. И не сможет он дальше лезть по канату. Пока силы у него есть. И сил, я смотрю, достаточно. Потому что еще одну попытку совершить это явно. А вот будут ли еще попытки после этого, это мы с вами посмотрим. Да, я думаю, попытка еще будет. Вот парень вроде бы на вид такой не очень, казалось бы, сильный, но я так думаю, что
по канату он сбирается весьма и весьма неплохо. Здесь, наверное, лишние килограммы для спортсмена только в тягость. Потому что вот нужно тянуть себя самого по этому канату вверх. Но вот у этого парня это действительно получается весьма неплохо. Ведет борец в зеленой куртке. Ну а там у нас, кстати, идут очень веселые поединки в борьбе на поясах. Там так друг друга крутят сейчас спортсмены. Не знаю, может быть, нам как-нибудь туда перебежать. Там действительно очень интересно. Лазание по канату — это тоже, в общем-то, неплохо, да? И план красивый, и очки зарабатывают спортсмены, но иногда борьба смотрится куда более выгодно. Да, ну вот теперь уже отдыхает спортсмен. По-моему, тренер ему... Да, нет, это был один из судей, который показал, что вот до какой-то отметки, до той отметки, которую он увидел, все-таки спортсмен дотянулся и зафиксировал его результат. 1 балл борцу в зеленой куртке. Ну что, борьба на поясах. И я спрашиваю Исламбека Альбиева, слышит ли он меня, Исламбек? Карачаева, Черкесия. Да. Исламбек. Да. Ну как, вот смотрите вы борьбу на поясах. Интересная эта штука. Сами бы могли принять участие в таких соревнованиях? Очень интересно, очень интересно. Вот стою, наблюдаю. Я думаю, безусловно, я смог бы принять участие, потому что вот я смотрю и вижу, что очень близко по технике нам борьба на поясах, нам, я имею в виду классикам. У нас тоже есть, можно сказать, такой же захват, только он у нас называется, в греко-римской борьбе он называется крест. И мы стоим же вот в такой же позиции. И нам тоже надо провести прием, чтобы выиграть соперника. Тут я наблюдаю то же самое и очень интересно. Ну, действительно, схватки пошли все более интересные, жаркие. Вот скажите, пожалуйста, наверное, несколько тренировок, и, в общем-то, каждый представитель борьбы сможет вот участвовать в таких соревнованиях. Или все-таки у кого-то есть преимущество, там, у вольников, у классиков, у дзюдоистов? Алло. Геннадий, я очень плохо вас слышу, честно говоря. Ладно, хорошо, сейчас буду пытаться перекрикивать. Я говорю, все-таки у кого больше шансов добиться успеха в борьбе на поясах? Вот у вольников, у классиков или, например, у дзюдоистов? Здесь много дзюдоистов участвует. Честно говоря, Геннадий, знаете, и вольники, и классики, и дзюдоисты, я думаю, бесспорно смогли бы вот создать хорошую и здоровую конкуренцию вот борцам на поясах, да. Опять-таки, каждый из спортсменов из видов спорта имеет в резерве такую технику, близкую к боям, к борьбе на поясах. Поэтому не хочу обидеть никого из вольников, классиков и дзюдоистов, знаете, не хочу никого выделять, но, конечно, поучаствовать было бы интересно, действительно, очень интересная борьба, захватывающая, красиво, много красивых приемов с амплитудами. Я не думал, что вот борьба на поясах такая интересная, честно говоря, пока вот лично не увидел. Исламбек, еще один вопрос. Ну вот не только вот зрителям были сегодняшней церемонии открытия, но и в ней участвовали. Но действительно, вот сама вот эта церемония вам понравилась? По-моему, внушительное было зрелище. Геннадий, я вас очень плохо слышу, я не расслышал вопрос. Еще раз повторю вопрос. Вот понравилась ли вам сама церемония открытия, в которой вы принимали участие? Открытие очень понравилось, и это отмечают многие гости, которые присутствуют. Очень тоже понравилось. Честно говоря, опять-таки я участвовал, да, в открытии и не ожидал вот такое грандиозное открытие.
во всех отношениях. Мне очень понравилось, гостям очень понравилось, а я думаю, это самое главное. И, наверное, последний вопрос. Вот стали известны победители в силовом троеборье. Победил представитель Дагестана, на втором месте представитель Чеченской Республики. А как вам кажется, вот Чечня и Дагестан будут вести борьбу за первое место на этих Кавказских играх? Или кто-то им составит конкуренцию? Вы имеете именно борьбу на поясах, Геннадий? Нет, не только борьбу на поясах, а вообще в общем командном зачете. Вы знаете, я считаю, что каждая команда, пришедшая сюда, безусловно, составит очень хорошую конкуренцию, скажем так, любой команде, особенно и нашей, потому что Кавказские игры, они проводятся не первый год, все уже понимают всю серьезность этих соревнований, заранее готовятся к этим соревнованиям в регионах Кавказа. И поэтому я бы не выделил одну-две команды, а сказал бы, что вот все команды, пришедшие, составят очень хорошую, здоровую конкуренцию. Мы, конечно, болеем за наших, и пожелать хочу удачи ребятам, чтобы они выложились на все 100%. Исламбек, большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей прямой трансляции. Большое спасибо. Продолжайте наблюдать за борьбой на поясах. Вам спасибо, Геннадий. Удачи. Счастливо, вам удачи. Ну а я, дорогие друзья, вот вам первый протокол зачитаю. Силовое троеборье. На первом месте Арсен Абдулкаримов, который, в общем-то, хоть немножечко, но побывал в нашем прямом эфире. Представляет Арсен Абдулкаримов Республику Дагестан. Сумма очков дагестанского спортсмена в силовом троеборье 33,53. Ну, это, в общем, 33 метра и 53 сантиметра. Он на первом месте. Далее на втором месте Асват Джамалханов, представитель Чеченской Республики, 32,01. Ну вот больше 1,5 метров уступил Асват Джамалханов Арсену Абдулкаримову. И на третьем месте представитель Ставропольского края Иван Иванов. Вот Иван Иванов, кстати, по спортивной своей специализации дискобол. И вот дискобол занял третье место в силовом троеборье, бросая 12-килограммовый камень. Вот они, первые результаты. Ну и соответственно, Республика Дагестан вписала в итоговый протокол единичку, Чеченская Республика двойку. Дело в том, что в итоговом протоколе нужно набрать не наибольшее количество очков, а наоборот наименьшее. То есть складываются те цифры, которые вписываются в протокол, и эти цифры соответствуют месту, занятому командой или вот конкретным спортсменам в том или ином виде спорта. Вот, например, силовое троеборье – это личный вид спорта. И вот Арсен Абдулкаримов из Дагестана вписал вот единичку в итоговый протокол напротив своей команды. Ну а Асват Джамалханов занял второе место, стал вице-чемпионом, что, в общем-то, дорогие друзья, тоже очень и очень неплохо. И вот, насколько я понимаю, сейчас у нас будут награждать тех, кто получил золото, серебро и бронзу в силовом троеборье. Вот уже у нас там подиум рядом с горящим огнем и награждение. Давайте, ребятки, на награждение уже переходите от борьбы. Награждение — это почетно, красиво. Тем более, что чеченский спортсмен занял второе место. И вот, судя по всему, ждут Ивана Иванова, который занял третье место. Итак, чеченский спортсмен, я смотрю, уже поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.
Ну вот, пожалуйста, Асват Джамалханов занял вторую ступеньку пьедестала почета. Арсен Абдулкаримов на высшей ступеньке. Ну и вот так завершились соревнования. Соответственно, в силовом троеборье. Ну и медали победителям и призерам вручал Хайдар Алханов, который сегодня был в прямом эфире нашей трансляции. Вот они, первые победители 5-х юбилейных Кавказских игр, или, говоря другими словами, фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. И фотографы, конечно, атаковали первого чемпиона Арсена Абдулкаримова, немножко подзабыв об Асваде Джамалханове, который стал серебряным призером. Вот так. И, по-моему, то ли травму небольшую там получил Асвад Джамалханов. Во всяком случае, шел так немножко прихрамывая. Так что силовое троеборье, в общем, у нас вид спорта тоже такой мужской, нелегкий и, ну не сказать травмоопасный, но бросать 12-килограммовый камень нелегкая работа. Северная Осетия, Дахшукин, Кабардино-Балкария. Тарасенко Аль-Богатиев, Республика Ингушетия. Ну, а там у нас продолжается борьба на поясах. Слева от судейского стола Альборов. Ну, вот я вам уже говорил о том, какие там первые изменения внесены в итоговую таблицу. Вы все, в общем-то, слышали, ну а теперь можете еще и увидеть. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну вот там достаточно активно у нас идут соревнования по армрестлингу. И борцы на поясах у нас пока ходят вокруг ковра. Ну, может быть, на армрестлинге, если у нас есть такая возможность перейти. Вот, пожалуйста, возможность такая и есть. И вот представитель Дагестана, и если я не ошибаюсь, может быть, даже Кабардино-Балкария. Вот если красная футболка соответствует вот этой республике. Но смотрите, какие длительные всегда переговоры между участниками, между судьями. Вот этого представителя Дагестана мы уже видели. Действительно мощный и умелый спортсмен. Вот именно в этом виде спорта. Вот все надо закрепить. Все надо... Да. Да, представитель Дагестана, конечно, силен. И мы с вами еще раз в этом убедились. Вот буквально только что на воочию. Есть судья. Шукин, Кабардино-Балкария.
Ну и вот в борьбе на поясах Северная Осетия против Кабардино-Балкарии. Тарасенко, Ставропольский край, Аль-Богачиев, Республика Ингушетия. Можно? Да, или об Ингушетии речь пошла. Ладно, будем наблюдать хотя бы за чем-нибудь, потому что небольшой перерыв у нас там и в соревнованиях по армрестлингу. Какие-то там у нас споры возникали, но, в общем-то, главный судья нам уже говорил, что споры обязательно будут, потому что там очень такая тяжелая техника судейства, чтобы действительно выставить руки так, как нужно, а не так, как хочется кому-то из участников соревнований. Либо там сверху руку расположить от руки своего соперника, либо наоборот снизу. Обоим борцам объявляется замечание за пассивное ведение борьбы. Ну вот интересно было бы поговорить с еще одним представителем армрестлинга. Мне пообещали, что через какое-то время все-таки будет у нас включение в прямом эфире. Борцу синий. Замечание было объявлено обоим. Ну а что касается вот борцов на поясах, которых вы видите на ковре, то могу сказать точно, там за пассивное ведение борьбы по замечанию получили оба участника вот этого поединка. Ну а что касается армрестлинга, там действительно нешуточные такие споры, нешуточные страсти. Я смотрю, возле столика никого нет. И как бы все собрались наоборот возле того места, где сидят судьи. Ну о чем там идет разговор, честно сказать не знаю, но, видимо, разговор серьезный, разговор не шуточный. Тарасенко, Аль-Богачиев, Республика Ингушетия. Обоим борцам предупреждение. Ну вот мне подсказали, что снова на связи будет Абдул Магомедов, главный судья соревнований по армрестлингу. Он уже был у нас в прямом эфире. Послушаем его еще раз. Абдул всегда интересно рассказывает, что у них там происходит. А вот за этим столиком, который находится вот там, на дальнем плане. А вот теперь совсем на ближнем. И представитель Республики Северная Осетия Алания уже ждет своего соперника из Ингушетии. Вот это мы видим совершенно четко. Если в основное время оба борца не имеют баллов или чистой победы, Да, я на связи. И еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у меня, в общем-то, обычный вопрос. Насколько я понимаю, борьба во всех весовых категориях идет параллельно. На какой стадии вот на сей раз добрались спортсмены и сколько нам, точнее, им осталось до финальных поединков? Друзья мои, значит, блестяще закончилась борьба левой рукой. Прошли финальные поединки. Никаких неожиданностей нет. Выиграли традиционно люди знаменитые, именитые, те, которые проводят очень много времени в зале. Мы знаем всех их. Это люди, такие фамилии, как Коряев, Халиков. Это заслуженные мастера спорта международного класса. Сюрпризов никаких нет. Случайные люди в финале не оказались. Скажите, пожалуйста, а вот в итоговый протокол, в общекомандную копилку, вот каким образом вносятся как бы очки? Значит, ситуация здесь так. Значит, общепринятая Российская ассоциация армрестлинга, это РАА, значит, общепринятые есть баллы. Первое место, значит, левой рукой, как и правой, 25 очей. Второе место 17, дальше 9, 5, 3, 2.
То есть очки получают только первых 6 победителей. То есть 6 победителей получают очки. Складываются отдельно очки левой рукой и правой рукой. К примеру, первое место заняло левой рукой. Это 25, правой рукой стал третьим, это 9. 25 и 9, вот 34. Он занимает в зависимости от где-то 3-е или 4-е место. Вот так складываются. И по результатам первых, вторых, третьих, шестых мест участники занимают общие командные места. То есть все просто. Ну, понятно. Скажите, вот Насыр Халиков, да, из Дагестана, и Мурат Каряев, да, они же в одной весовой категории. Это вот такие соперники, которые будут вести вообще борьбу супер. Мы буквально, вот одна борьба уже у них прошла в предварительном. Халиков выиграл. Естественно, Каряев считает, что немножко судейство проглядело. У них, конечно же, в финале они встретятся вновь. Только один там будет без поражения, а второй будет с одним поражением. А вот что это дает тому, ну или наоборот, как подмывает шансы того, который проиграл? Я имею в виду... Который проиграл, идет по нижней графе, более как утешающая, так называемая строка утешающая. Тот борется, идет как непобежденный, а этот идет по утешительной, и к нему выходит финал. Но. Тот без поражения, свеженький, а Каряев должен пробиться к нему в финал, имея уже одно поражение. Понятно. То есть, так сказать, Мурату Каряеву придется 2 раза выиграть постараться. Его. Дважды причем. Вот это да. Если он выиграет, у него получится 1-1 по личным встречам. И нужно будет 3-й поединок для выявления сильнейшего. То есть, в общем, у нас может быть такой суперфинал. Сейчас будет суперфинал. Самые захватывающие бои в ближайшие 5-7 минут. Через 15 минут бои закончатся на помосте. И последний тогда вопрос, чтобы вы вернули к своим обязанностям. Скажите, вот вы говорите, что обычно много споров. На сей раз споров было действительно много? Нет, потому что на сцене судьи Майырбек Залоев, судья республиканской категории, всероссийской, это вот я сужу здесь. Мы оба проводим поединки. Спортсмены, которые борются за столом, мы с Майырбеком Залоевым уже 20 лет в армрестлинге. Эти ребята, которые сейчас борются здесь, они еще в садик ходили. Поэтому они знают нас, кто мы. Мы промелькались в больших турнирах российского, европейского, мирового уровня. Они знают, кто мы и как мы судим. Поэтому споров тут мы не допускаем. То есть у судей есть авторитет, конечно, и авторитет весомый. Весомый, конечно же, конечно. Абдул, большое вам спасибо. Давайте, спасибо большое. Будем ждать суперфинала. Спасибо. В котором Насыр Халиков из Дагестана будет бороться против Мурата Каряева из Чеченской Республики. Спасибо еще раз. Ну а мы продолжаем смотреть соревнования по армспорту. И вот действительно, если в первых поединках вы видели, все там решалось за какие-то секунды, 1, 2, 3, то сейчас вот такая борьба между соперниками. Направо, налево, и никто никак вот не может руку-то соперника прижать. Тут, не знаю, вот если бы это было где-нибудь в мужской компании, то сейчас один из соперников так вот руку выпрямил, отклонился назад, выпрямил руку. Ну, в общем, такое считалось нарушением правил. Не знаю, как в официальных соревнованиях, но там Абдул Магомедов замечательный судья с большим авторитетом, так что там все будет прекрасно. Споров, как сказал нам Абдул, было не очень много. Ну, совсем без споров, наверное, все-таки, дорогие друзья, нельзя. Ну что, очередная пара соперников в армрестлинге. Вот смотрите, какую стойку занимают спортсмены. Как, я не знаю, пронзают они там друг друга взглядом или нет, но они, в общем-то, оказываются в том же положении, да, как два боксера на взвешивании перед поединком, когда их ставят друг против друга, и они начинают там вот друг друга взглядами пронзать. Вот даже поправили бейсболку одному из спортсменов. Ему, в общем-то, это не помогло, потому что он проиграл эту схватку. Несмотря на то, что вот бейсболку ему арбитры поправили.
Давайте ждать следующую пару, потому что кто у нас сейчас тут активно соревнуется? Ну вот армрестлеры, да. Проходят поединки у борцов на поясах и по-прежнему лазают снизу доверху спортсмены у нас по канату. По-моему, пока все. А вот интересный поединок-то у нас сейчас. Третий круг фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 2014 года. Надо сейчас мне посмотреть. По-моему, интересный поединок будет в борьбе на поясах. Из Карачаево-Черкесской республики, извините. Карачаево-Черкесской республики, извините. Тут который час уже мы, в общем-то, находимся в прямом эфире. Конечно, уже дикция начинает хромать. Синей куртке Голплачев, Кабардино-Балкария. На армии нам нельзя быть, потому что Акраман Гусигов против Джохара Чамаева в борьбе на поясах. Вот там сейчас действительно очень интересный и очень нужный, так сказать, поединок. Вот нам бы его показать, цены бы нам не было. Вот, пожалуйста, борьба на поясах. Весовая категория до 65 килограммов. Легкая весовая категория. Акраман Гусигов из Чеченской республики против Джохара Чамаева из Карачаево-Черкесской республики. Джохар Чамаев один из фаворитов этих соревнований. И вы видите, что поскольку парни так вкрадчиво бродят, захватив пояса друг друга, никто не хочет проигрывать, никто не хочет работать первым номером. Такое обычно бывает, когда два более или менее равных соперника ведут борьбу. Файзулла Умаров. Ну вот в зеленой куртке, я надеюсь, что вот это Акраман Гусигов. Пока претендентов нет у него. На середину. Ну вот пытался провести, но видите, тут получается, что два спортсмена и на обоих куртки с надписью «Чеченская республика». Ну давайте тогда слушать судью-информатора. Он нас и рассудит, кто из этих двух парней Акраман Гусигов, а кто Джохар Чамаев. Напомню, 4 минуты отводится спортсменам для того, чтобы они выяснили, кто из них сильнее. Пошла последняя минута борьбы. Вот последняя минута борьбы. А пока еще таких особо активных действий ни со стороны одного, ни со стороны другого спортсмена мы, в общем-то, и не видели. Действительно, очень упорный, очень равный поединок. Ну что, кому-то будет объявлено замечание или каждому? По замечанию. Будем слушать судью-информатора. На него одна надежда. Продолжаем. 37 секунд. Продолжаем.
37 секунд, продолжаем. Если кто-то не расслышал, я повторю то, что сказал судья-информатор. Ну и если никаких оценок ни у кого из спортсменов нет, если никто из них не получил там какого-то персонального замечания, то надо, в общем-то, вырывать победу любой ценой. Опа! 2 балла борцу в зеленой куртке. 2 балла бойцов в зеленой куртке определяют арбитры. Будем все-таки надеяться, что это Акраман Гусигов. Хотя, опять же, не факт. Ну, считанные секунды остаются до окончания этого поединка. Ну, что скажут судьи? Схватку выиграл Гусигов, Чеченская республика. Вот ура, дорогие друзья, Акраман Гусигов выиграл эту схватку у очень опасного соперника Джохара Чумаева из Карачаево-Черкесской республики. Очень хороший бой мы с вами увидели, точнее не бой, а борцовскую схватку. И давайте вернемся к армспорту, армрестлинг. Обещал нам Абдулмагомедов, что будут у нас самые захватывающие поединки вот на этом столе в сопровождении 2 очень авторитетных арбитров. Вот сейчас один из соперников уже вышел к столу. В синей куртке Чумаев. Действия судей не оценивают. Итак, Кабардино-Балкария. Одного из соперников я вижу, а вот кто ему оппонирует, вот не разгляжу. Синим или там серебряным по красному, это очень трудно различить. Но вот как раз этот парень-то и победил. Победил достаточно быстро. На первый взгляд легко, но, наверное, все-таки пришлось приложить определенные и немалые усилия. Ну и напоминаю, дорогие друзья, тем, кто только что включил свои телевизоры и в неведении, что же это за соревнование, что же это за красота такая на стадионе имени Султана Белимханова. Так вот, я напомню, что это фестиваль культуры и спорта народов Кавказа Грозный 2014. Фестиваль 5-й, юбилейный. И вот мы все показываем, начиная с открытия этого фестиваля. И вот буквально все виды спорта, все соревнования пытаемся охватить. Не всегда это получается, но мы очень стараемся и будем стараться и дальше. Ну вот, посмотрим, где у нас там поактивнее выступают спортсмены. Я смотрю, они завершились ли у нас соревнования в лазании по канату. Вполне возможно. 1 балл борцу в синей куртке. И вот еще один поединок там на подиуме, где армрестлинг. Но мы с вами посмотрим сейчас борьбу на поясах. Идет 2-я минута борьбы. Счет баллов 4-0. Идет борец на середину. Явным преимуществом чистую победу одержал Чумаев, Карачаево-Черкесия. Да, интересная штука. Вот сейчас объявил судья информатора Джохаев из Карачаева-Черкесии. Попытаюсь найти этого спортсмена в своих протоколах. Что-то его тут нет, но ладно, будем все-таки верить судье-информатору. Он ближе к протоколам, ему виднее.
Ну и вот Магомед Чекуев, режиссер нашей трансляции, подсказывает, что сейчас в борьбе на поясах супертяжелая весовая категория. И Ибрагим Исаев, который представляет Чеченскую Республику, сейчас выйдет на ковер. А вот кто ему будет оппонировать, мы с вами, дорогие друзья, сейчас увидим. Но самый, наверное, главный соперник нашего спортсмена в этой весовой категории, в этом виде спорта, разумеется, Асхабали Халидов из Дагестана. Ну, не обязательно, конечно, что именно сейчас Ибрагим Исаев встретится с борцом из Дагестанской Республики. Оказывается, не на ковер у нас сейчас выйдет Ибрагим Исаев, а выйдет с нами на связь в прямом эфире. И спросим мы у него, сколько он схваток провел, скольких побед добился. И как...